процентов на 5, наверное, так, от общего производства, которое у него было. Но вместе с тем, как только ситуация улучшится, мы готовы это обратно уже вернуться к тем объемам добычи, которые у нас были. В целом, я считаю, что Алроса и дальше будет оставаться флагманом и для Республики Саха-Якутия в целом экономики, и флагманом алмазной индустрии всего мира. Арсений Сергеевич, вопросы продолжают поступать. Зачитаю радостное сообщение из вашего чат-бота в Телеграм. В ТАСС Юряхи начинают строить дом культуры. Нефтяники стали вкладываться там, где добывают. Надо больше. Дерзайте. Спасибо. Ну, это на самом деле очень хорошее событие. Я признателен компании «Роснефть» и вот ее дочерней компании ТАСС Юрях-Нефтегаз-Добыча. Мы с Игорем Ивановичем Сечиным встречались, и я как раз и сказал, что компания сегодня работает на территории Мирнинского района, на территории сельского поселения ТАСС Юрях. И, конечно же, необходимо при возможности рассмотреть варианты строительства там крупного социального объекта, каким является как раз многофункциональный культурно-спортивный комплекс. И Игорь Иванович поддержал, дал соответствующее поручение. 1,5 миллиарда рублей будет вложено в этот проект, и мы очень надеемся, что уже через год с небольшим этот объект будет построен, введен в строй, и, конечно же, для ТАСС Юряха, для его жителей это будет такой, знаете, прорыв для социальной сферы. Село небольшое, но очень активное. Единственное, кстати, недотационное село у нас в Республике Саха-Якутия, как раз за счет работы компании ТАСС Юрях-Нефтегаз-Добыча, других нефтяных компаний. И уверен, что это как раз то, что называется, опять же, социальной ответственностью бизнеса. У нас вообще сейчас достаточно много уже соглашений с крупными компаниями, недропользователями, и не только недропользователями. Из последних это с компанией «Полюс Алдан» мы подписали соглашение, тоже о вложениях в республику, социальных именно вложениях. С Нордголдом неплохо отрабатываем по Алекминскому району. Будет подписываться большое соглашение, также и реализовываться. Но оно на самом деле уже сегодня реализуется с Интерао, которая строит крупнейшую Новоленскую ТЭЦ. Планируем, что все-таки в этом году мы с «Газпромом», части тоже работ по Западной Якутии, по Южной Якутии, тоже определенное соответствующее соглашение заключим. Всего у нас сегодня с 41 недропользователем по территории Республики Саха-Якутия действуют различные соглашения на уровне правительства Республики Саха-Якутия и наших муниципальных районов. Арсений Сергеевич, давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый Арсений Сергеевич, ветеран строительного комплекса Республики Гаврилкин Игорь Альбертович. В этом году вы открывали домостроительный комбинат в городе Якутске после глубокой модернизации. И хотелось бы узнать планы республики на домостроительный комбинат и когда вы планируете выйти на проектную мощность завода. Спасибо. Игорь Альбертович, добрый вечер, рад вас слышать. Конечно, я помню нашу совместную работу и как тогда вы очень были обеспокоены судьбой ДСК. Когда компания на самом деле попала в тяжелое финансовое положение, стоял вопрос об ее закрытии, банкротстве. Мы тогда приняли решение, и через Республиканское ипотечное агентство сегодня домостроительный комбинат ожил. Первая производственная линия начала работать. Знаете, что там новые технологии, однослойные плиты, как раз в том числе, но которая предназначена для использования в условиях Крайнего Севера, современных технологий. Она более долговечная, более современная, более энергоэффективная. 35 тысяч квадратных метров. Сегодняшняя линия, первый этап, который реализован. Мы планируем, что долго не затягивая, в следующем году уже начать реализацию второго этапа. Это позволит нарастить возможности ДСК до 75 тысяч квадратных метров. И более того, я скажу, что мы сейчас смотрим, что если стройка реально у нас все-таки в городе Якутске, по республике в целом будет идти дальше, и будет потребность в таких домокомплектах, а она, судя по всему, будет, потому что мы на этом заводе сможем выпускать не только
многоквартирные дома, но и также монтировать современные социальные объекты, в том числе для сельских наших районов, то мощности могут быть увеличены и до 100 тысяч квадратных метров. Поэтому здесь я считаю, что мы решили несколько серьезных важных задач. Во-первых, и сохранили сам домостроительный комбинат, его мощности. Во-вторых, сохранили трудовой коллектив. Это очень важно. Вот. Ну и сегодня у Республики Саха-Якутия, у его стройиндустрии есть возможность как раз с использованием вот этих мощностей строить современные красивые дома, которые будут востребованы жителями республики. А вам, Игорь Альбертович, и всем ветеранам строительной отрасли большое спасибо за ваш труд. И уверен, что и вы, и другие наши ветераны еще внесете свою лепту в развитие нашей республики. Арсений Сергеевич, ну и в День Республики не могу обойти вниманием инфраструктурный проект Якутии, всего Дальнего Востока, строительство Ленского моста. Каков статус проекта на данный момент? Ну, это уже традиционный вопрос. Вот. Хочу сказать, что стройка идет. 920 свай у нас должно быть поставлено в целом по всему мосту и на русле реки, и по берегам. По левому берегу работа практически уже близится к завершению. Там 71 свая поставлена, из 79, по-моему. Так. На правом берегу работы начались. Там сваи гораздо больше должно быть поставлено, порядка 400, если не ошибаюсь, порядка 400 свай, из них поставлено около 20. Так, работа вот еще раз только начинается. Так. И в этом году у нас должны работы начаться на русле реки. Здесь я хочу подробнее сказать, что вот там будет использоваться впервые у нас в республике такая конструкция, как кофердамы. Это вот такая, знаете, вот, большой стальной круг, как бы, грубо говоря, сделанный, который будет устанавливаться прямо на реке, на дне реки. Вот, оттуда будет потом вода откачиваться, и потом уже туда будут забиваться, после того, как вода уйдет, оттуда забиваться сваи. Вот. И всего у нас 3 кофердама должно быть установлены на реке, по 3 пилона высоких Ленского моста. Планируется, что в этом году один из них, он уже будет прямо выведен, уже поставлен, и работы там начнутся, в том числе по установке свай. Вот всего на самом русле тоже свыше 400 свай должно быть установлено. Вот, по реке. Сейчас порядка 100 единиц техники, свыше 200 человек работают. Еще раз говорю, работы идут по плану. Первый федеральный транш этого года мы уже получили, 1 300 000 000, 4 миллиарда частный партнер за счет собственных средств, за счет кредитных средств выделил, тоже работы там уже идут. Мы надеемся, что до конца года и республика часть, которую мы должны выделит по этому году. Но в целом, еще раз говорю, планы сделаны, сейчас только строить и строить. Так, проект грандиозный, просто огромный. Большинство даже просто не представляет, каких масштабов строительства сейчас у нас начинается, так, какие технологии применяются. На самом деле технологии уникальные. Недаром, я еще раз повторюсь, наш мост несколько раз рассматривался на научно-техническом совете Росавтодора, потому что такого моста, уникального моста на Крайнем Севере в условиях вечной мерзлоты, в условиях таких перепадов температур не строилось. И это на самом деле, когда мы его построим, это будет уже такое, знаете, реально сооружение, которым будет гордиться вся наша страна. И внимание очень большое, постоянный контроль идет со всех соответствующих надзорных, технических структур, потому что здесь, конечно, никаких отклонений от проекта быть не должно. Мы очень надеемся, что все отработают на 5, и в установленные сроки Ленский мост, которого вся республика ждет уже многие-многие десятилетия, будет построен и введен в строй. Спасибо. Арсений Сергеевич, сейчас уделяется очень много внимания возвращению наших воинов специальной военной операции. Мы подготовили на эту тему сюжет. Давайте посмотрим. С раннего утра Гаврил Сидоров на рабочем месте. Ремонтирует автомобили нюрбинцев в собственном автосервисе. Открыть свое дело участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, смог благодаря программе государственной поддержки начинающих предпринимателей. Гаврил составил бизнес-план, защитил его перед комиссией и получил соцконтракт и поддержку в размере 350 тысяч рублей. На эти деньги он закупил необходимое оборудование и открыл собственный сервис. Такая государственная программа есть у нас в республике, поддержка участников специальной военной операции, кто хочет
начать свое дело. Вот это такой, ступенька для создания своего дела. Думаю, вот дальше расширить свой бизнес. И работает фонд «Защитник Отечества». Кто приехал, я посоветовал бы туда обратиться. Социальная поддержка ветеранов в числе приоритетов власти Якутии. В республике участники боевых действий могут получить самую разнообразную помощь. Пройти медицинскую реабилитацию, получить консультацию и финансы при открытии собственного дела, устроиться на работу в ведущие компании и организации. Герои на фронте, они доказывают преданность родине и в родной республике. Иосиф Слепцов сменил военный камуфляж на деловой костюм, а окопы и блиндажи на классы и коридоры школы в Якутске. Это стало возможным благодаря участию в президентской кадровой программе «Время героев». Готовят из числа участников специальной военной операции, которые делом доказали свою преданность Родине для работы в руководящих должностях в республике, и в регионе, и в России. После 4-й командировки я приступил к обязанностям на той работе, где я работал заместителем директора по безопасности школы номер 39. Работал там, и в 2024 году глава города Евгений Николаевич предложил эту должность мне. Также в республике действует кадровая программа «Якутия. Земля героев», которая является продолжением президентского проекта «Время героев». Благодаря ей участники специальной военной операции получат возможность пройти обучение и в дальнейшем трудоустроиться в организациях государственного сектора, а также проявить себя в общественной деятельности. Слушатели, успешно завершившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке и будут включены в единый кадровый резерв. Я думаю, те знания и умения, которые дадут нам в течение года для конкурсантов этого проекта, они в будущем понадобятся нам в трудовой деятельности на благо нашей Родины. В Якутии продолжается помощь при трудоустройстве, а также профессиональном переобучении участников СВО и членов их семей. Ветеранам предоставлена возможность открыть собственное дело. К каждому индивидуально находят подход и оказывают помощь, исходя из его пожеланий, интересов и предпочтений. Айсен Сергеевич, в послании Госсобрания Илтумен вы поставили конкретную задачу обеспечить полную реабилитацию каждого воина, который вернулся из зоны специальной военной операции. Готова ли Якутия сегодня к этому и каковы планы по усилению психологической помощи ветеранам и их реабилитации? Это важнейшая задача всего нашего общества. Понятно, что после победы наши ребята вернутся домой, и понятно, что им нужны будут как раз вопросы реабилитации, причем не только медицинской, но, как сказали, и психологической, и социальной реабилитации. И эту работу надо начинать сегодня, потому что сегодня многие ребята уже возвращаются, кто-то после того, как отслужил, получил ранение тяжелое и сейчас демобилизован, кто-то по окончании контракта в наших добровольческих батальонах, например, в Ботуре. И вопросы реабилитации уже важны сегодня. На сегодняшний день свыше 1000 у нас уже военнослужащих прошли медицинскую реабилитацию в различных медицинских организациях и санаториях. Внутри республики у нас этим занимается Центр реабилитации спортивный и Национальный центр медицины РБ-1. При них создано отделение по реабилитации наших военнослужащих. Созданы реабилитационные такие центры в нескольких районах республики. Сейчас планируется и в нескольких других создать. В Нерюнгре есть, например, даже в далеком Оленевском есть, я видел. Что касается реабилитации в санаториях, то очень хорошо показал себя опыт Бесчагды, когда спецоперация началась, когда первые у нас тяжело раненые появились, и после их выписки необходимость реабилитации появилась, мы тогда как раз приняли решение, и одним из основных направлений деятельности Бесчагды в эти годы сделали реабилитацию военнослужащих и членов их семей. И вы знаете, военнослужащих и членов их семей, я недавно был, мне доложили, уже свыше 1000 человек прошло как раз через Бесчагду за эти годы. Это тоже очень хорошие показатели,
говорит о том, что и Бесчегда в целом сегодня поменялась, да, стала более качественные услуги медицинские предлагать, получила полный комплект всех медицинских лицензий на оказание, в том числе специализированной такой помощи. Ну и, конечно, отношение вот как раз коллектива к нашим военнослужащим, оно тоже, на мой взгляд, очень хорошее. И это вот как раз ребята туда тянутся, отдыхают. Сейчас, благодаря решениям, которые приняты через Фонд защитников Отечества, Социальный фонд России, уже в 12 еще организациях, санаториях, реабилитационных центрах за пределами республики наши военнослужащие могут пройти такие курсы. Да. Это вот как раз Фонд защитников Отечества знает, и через них это все оформляется. Несомненно, эта работа должна быть продолжена, потому что, вот кроме, еще раз говорю, реабилитации медицинской, нужна психологическая реабилитация. И вот тот центр, который у нас в республике здесь на Курашова работает, я бы тоже хотел поблагодарить специалистов. Многие из них ездят туда, прямо в госпиталях работают с нашими ранеными бойцами. Многие здесь проводят различные консультации для военнослужащих, для членов их семьи, это тоже очень важно. Работают тоже на разрыв, и уверен, что эта работа у нас будет дальше вот так же, хорошо поставлена, и дальше будет только усиливаться. Вот в сюжете как раз рассказывается о той программе, которая в республике реализуется по помощи военнослужащим для открытия собственного дела. Считаю, очень тоже неплохой проект у нас получается. По 500 тысяч рублей через социальный контракт выделяется участникам специальной военной операции, которые желают вот такого дела сделать. И у нас уже несколько десятков ребят получило, и хорошие проекты реализуются как раз малого бизнеса, которые нужны и самим ребятам, нужны людям, окружающим. И я считаю, что эта практика, она в республике уже закрепилась, и будет обязательно ее продолжение. А у нас есть звонок в студию. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, уважаемый Арсен Сергеевич. Меня зовут Валентина Максимова, я звоню из города Якутска. Дело в том, что мой муж, находясь в зоне СВО, был ранен и был определен в какой-то госпиталь, но в какой я вот не могу выяснить, куда мне обращаться. Так, спасибо за вопрос. Здесь надо, конечно же, обращаться в наше постпредство якутское в Москве. Оно у нас как раз по линии нашего штаба, комиссии «Вперед вместе к победе», которую я сам возглавляю, она как раз отвечает за работу с госпиталями. Система здесь какая? У нас, мы, в принципе, раненых наших бойцов уже начинаем отслеживать. Некоторых еще, когда они находятся на вот линии боевого соприкосновения, получают ранения. Некоторых в военных госпиталях, там уже приближенных к военным действиям. Ну и основную массу уже начинаем отслеживать с ростовского госпиталя. Вот. Потом уже по их маршрутизации, потому что, вы знаете, те, кто тяжелые, потом транспортируются в Москву, Санкт-Петербург, в другие медицинские центры, кого-то в другие города отправляют. И по всем ним, в принципе, у нас база данных есть, мы по всем ним работаем. Хотел бы поблагодарить и наших волонтеров, которые очень мужественно, героически с первых дней специальной военной операции оказывают нам помощь. Хотел бы особо Веру Душкевич отметить, которая реально очень серьезно помогает нашим бойцам, раненым бойцам, помогает их ставить на ноги, помогает просто, знаете, с того света некоторых возвращать, так, своим добрым словом, добрым отношением. У нас сейчас соглашение есть с несколькими крупнейшими нашими госпиталями, с Вишневского, с Бурденко, с Ростовским. Хотелось бы особо отметить, что если какая-то есть проблема с невозможностью определения, где человек находится, то здесь надо обращаться в наше постпредство. Там зам постпреда Сафонова Татьяна Николаевна, она персонально отвечает как раз за работу с госпиталями. Уверен, что если человек в госпитале, мы его обязательно найдем. Так, дай Бог, чтобы быстрее поправился, чтобы все у него было хорошо. Если будут какие-то вопросы, вы ко мне давайте обращайтесь, мы поможем в этом вопросе. Вот. Кстати говоря, я здесь сейчас видел вопрос, промелькнул тоже, да, связан с специальной военной операцией. Я так понял, что
мать, наверное, да, или жена хотят передать военнослужащему посылку на день рождения, по-моему, июнь был, июнь, и как это сделать. На самом деле, вот сегодня, наверное, мы тот регион, где реально вот это можем организовать. Так, вот если у нас здесь на Орджоникидзе 10 штаб нашего регионального волонтерского движения размещается, вот туда передать посылку с конкретным адресом, с указанием воинской части, то я думаю, что мы точно это доведем. Вот, у нас достаточно быстро это работает, и я сам вот, когда бываю в наших опорниках, всегда вижу, вот там целые полочки такие отдельные для наших бойцов, прямо с именами, фамилиями, и прямо там написано, когда обещали приехать, когда заберут, что там, как там. Ну, система такая достаточно четко, хорошо налажена, и поэтому, кстати говоря, вот не благодарил еще, хочу поблагодарить и работников наших опорных пунктов, которые реально тоже очень много делают, порой рискуя собой. Я сам видел, вот, во что превратилась машина, да, нашего опорного пункта, в которую вот FPV-дрон вражеский попал. Целенаправленно за ними охотился, так, но слава богу, что все ребята живы-здоровы, так, но машина, конечно, полностью уничтожена. Вот рискуют с собой для того, чтобы помочь нашим бойцам, в том числе и доставляя посылки из дома. А они для ребят, поверьте мне, очень важны. Потому что я, когда общаюсь с ними, любая посылка, письмо, открытка из Якутии, для них просто это очень большая драгоценность. Александр Сергеевич, в прошлом году Якутия стала лидером наряду с Москвой и Московской областью по объему средств, привлеченных на реализацию нацпроектов. В новом стратегическом цикле, как вы уже сказали, Якутия участвует в 12 национальных проектах. Вот что изменится, сохранится ли позитивная динамика финансирования и на какие результаты вообще нацелена Якутия? Да, мы по реализации национальных проектов нашего президента, которые были объявлены в 2018 году, началась их реализация с 2019 одни из лидеров страны, вне всякого сомнения. 235 миллиардов рублей было направлено на реализацию нацпроектов на территории республики, из них 175 миллиардов – это федеральные средства. Правильно сказали, мы в тройке субъектов Российской Федерации. Сейчас новый цикл начинается, новые национальные проекты начинают реализовываться. В 12 из этих национальных проектов Республика Саха-Якутия будет принимать участие. На сегодняшний день объем финансирования по ним, пока вот предварительный, порядка 110 миллиардов рублей. Общая масса, из них 75 миллиардов – это средства федерального бюджета. Вот. Но это, вот как я еще раз повторюсь, это только начальные цифры, потому что, как показал опыт реализации нацпроектов прошлого цикла, да, по мере их реализации, по поступлению различных поручений президента, объем по ним не сокращается, а только растет. И уверен, что наш президент будет и нацпроекты держать под своим контролем и в случае необходимости по ряду направлений финансирование увеличивать. Ну, для Республики Саха-Якутия понятно, что важнейшими они как были, так и остаются. Это и строительство дорог, строительство аэропортов, расселение из ветхого аварийного жилья. Это вопросы, связанные с образованием, строительством социальных объектов по образованию, по медицине, ну и многие другие, которые, уверен, позволят и Республике Саха-Якутия, и России развиваться быстрее, становиться сильнее, лучше, чтобы людям здесь жилось лучше. Особо отмечу вот проект инфраструктуры для жизни. Мы как раз недавно у президента его на президиуме Госсовета обсуждали. По стране сейчас 2150 определено опорных пунктов, в которых в целом качество жизни людей за ближайшие несколько лет должно серьезно улучшиться. Из них по республике Саха-Якутия 43 таких населенных пункта определено. Вот. По всем ним будут делаться мастер-планы, будут делаться планы развития экономики, социальная сфера. И, конечно же, в будущем вот этот каркас, в который в основном входят районные центры и крупные населенные пункты республики, он позволит в целом вот всей республике динамично и стабильно развиваться и идти вперед. Александр Сергеевич, мы в эфире работаем уже почти 1,5 часа. Колл-центр подводит промежуточные итоги. Сколько всего вопросов поступило, какие вопросы интересуют наших радиотелеслушателей. Марфелина, вам слово.
Спасибо. Наш колл-центр продолжает активную работу. На текущий момент от жителей Якутии на прямую линию поступило 1206 вопросов. Важно, что часть обращений на прямую линию уже решена. Также на связи с колл-центром находятся члены правительства. И некоторые из них в своих социальных сетях сообщают о том, что кому-то уже помогли найти ответы на вопросы. Работа продолжается. Спасибо, Марферина. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Я из Кобяйского улуса, поселок Сангар, Ливина Лена Кентьевна. Вот у нас в Кобяйском улусе проблема с врачами, узкими специалистами. У нас, в частности, нет врача-окулиста. И вот больным все время приходится ездить в Якутск. Но у нас сейчас, вот на данный момент, дороги нету, самолеты не всегда летают. И вообще, даже если и дорога зимняя есть, то ветер, снег и так далее, то шторм летом. Вот как решается вопрос с обеспечением узкими специалистами районных больниц? Спасибо за вопрос. Я вот смотрел, как раз здесь тоже несколько вопросов промелькнуло про селу, по врачам. Это проблема, кстати говоря, не только села. У нас сегодня нехватка врачей и в крупных наших городах. Вот, в том же Мирнинском районе большая нехватка. Вот я недавно был, мы обсуждали. Есть проблемы и в других промышленных территориях, и в сельской территории, конечно, есть. Но при этом за последние годы мы все-таки серьезно улучшили ситуацию. Недавно мне министр здравоохранения Лена Николаевна докладывала, что по врачам у нас сегодня укомплектованность 73%. И порядка 92% по среднему медицинскому персоналу. Это значительно лучше, чем было буквально 3-4 года назад. Вместе с тем, конечно, по некоторым больницам ситуация аховая. Вот, кстати говоря, по Кобяйским, то она реально нехорошая. Хотя мы сейчас там строим здание, вот в Сангарах как раз здание поликлиники, больничный комплекс, да? Но там укомплектованность врачами, знаете, могу ошибиться, но порядка 46%, а среднемедицинским персоналом в районе 70%. Вот. При том, что в других сельских районах, находящихся тоже в достаточно удаленных территориях, худших даже условиях, может быть, да, все-таки укомплектованность лучше. И здесь вопросы есть и объективные, еще раз, о которых, кстати говоря, и вот сейчас телезрительница сама сказала, это вот и удаленность, и различные проблемы. Но есть, наверное, и субъективный какой-то фактор. Здесь я, конечно, Минздрава попросил более предметно посмотреть, как работает главный врач, как работает местная власть по помощи здравоохранению, насколько люди там обеспечены жильем, насколько там договоров по целевикам, по Кобяйской центральной больнице. Уверен, что общим усилием мы решение найдем, и обязательно ситуацию здесь улучшим. Еще раз говорю, что у нас не везде в сельской местности плохая ситуация по укомплектованности. Есть районы, где выше среднего, так, по укомплектованности и врачами, и средним медицинским персоналом, особенности в тех районах, где главы районов не стоят в стороне от проблем здравоохранения, а очень активно, проактивно, я даже сказал, помогают. Вот, и там ситуация, или мы видим очень хорошую положительную динамику, как в Мирнинском районе, или ситуация уже достаточно положительная по всем направлениям, там особых уже беспокойств, в том числе у населения нет. Мы это сразу чувствуем. Знаете, мне же постоянно пишут, и Центр управления регионом сейчас постоянно все мониторит, смотрит, насколько люди по тем или иным вопросам обращаются, что на уровне муниципалитетов, что на уровне министерств, ведомств, федеральных органов власти, главе республики, президенту страны. И там, где реально работа есть, всех органов власти вместе на улучшение ситуации, там таких обращений становится гораздо меньше. А там, где все пустили на самотек, к сожалению, происходит так, что укомплектованность крайне низкая. И, конечно же, люди правильно, абсолютно справедливо высказывают свое недовольство. Александр Сергеевич, нам прислали видео-вопрос из Ленска. Предлагаю его посмотреть. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Мы студенты Ленского технологического техникума. У нас строится новая ТЭС.
Предварительно была договоренность о том, что выпускники смогут найти себе там работу. В силе ли эта договоренность? И сможем ли мы рассчитывать на вашу поддержку в этом вопросе? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, не то, что в силе, это наше требование, так, поэтому, конечно же, вот все практически выпускники Ленского колледжа технологического, которые будут по специальностям, связанным с энергетикой, выпускаться, они могут точно сказать, что их место работы уже вот сейчас на их глазах будет появляться. Огромный энергетический проект. У нас в республике энергетического объекта подобной мощности вот со времен Вилюйской ГЭС не строилось. Мощность Новоленской ТЭЦ порядка 550 мегаватт. Вот. Будет работать на газу, который как раз будет поставлять среднебутовинское месторождение компания «Алросагаз». То есть у нас там двойная выгода в этой части. Ну и, конечно же, кадры в первую очередь просят, чтобы мы готовили для этой станции. Там несколько сотен специалистов нужно. Объект очень большой, огромный. Вот. И руководство НТРАО приезжало совсем недавно так, к нам в республику. Мы все вопросы, связанные и со строительством, и с эксплуатацией дальнейшей станции, каждый год на отдельных совещаниях обсуждаем. Вот в апреле сейчас вот провели. Уверен, что те ребята, которые сейчас учатся по различным специальностям, они рабочие места там точно найдут. Более того, мы договорились, что сейчас НТРА поможет, и в колледже будут открываться новые направления, которые как раз связаны непосредственно с эксплуатацией этой станции, там по теплотехнике и так далее. Поэтому вот такой хороший у нас опыт есть. Мы его будем дальше поддерживать. Я Жатайскую судоверфь открывал. Тоже у нас ребята, которые вот в техникуме уже обучились, они уже, рабочее место у них уже определено. Вот Жатайская судоверфь. Тоже молодые ребята, зато прошли сейчас практику на лучших судостроительных заводах страны, на Балтийском заводе, вот, где атомные ледоколы строятся, на Онежской судоверфи, где как раз суда класса река-море строятся. И уже сейчас уже вот у них рабочее место вот мы как раз ввели тоже в канун Дня Республики, замечательный, очень важный для и республики, и для всего на самом деле речного флота вот, в Восточной Сибири, Дальнего Востока объект. И уверен, там тоже сотни рабочих мест появится. И, кстати говоря, благодаря поддержке правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева мы смогли что сделать? Там сразу и жилой дом для специалистов, и общежитие для специалистов уже построено. По жилому дому уже практически, можно сказать, введен, а общежитие, мы очень надеемся, что до конца года будет тоже введено в строй, и сразу и с жильем появится возможность уже работать. Спасибо. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Ардым да. Сагар, пожалуйста. Здорово, Лорон. Здорово. Константин Накентьевич Неустроев келмин. Пенсионер Маяттан. Жатайга судостроительный завод. Баржа оңрасыл жер. Жукускай Алварадашта кайысканан паром ақсана ағаяқ болан особенно өрбілерге очерат наға әлбәқ болар. Мен ейтім. Манны үті завод паром оңро дойден. Сылдерге наға әрейдәқ, зарече наға әрейденер. Мақтал. Вопрос как раз по Жатайскому судостроительному заводу. Будут ли делаться там, какие суда там будут ли делаться паромы, в том числе, которые могут работать на линии Якутск-Нижний Бестях. Что я здесь хочу сказать? Завод, конечно, очень современный. Мы при помощи правительства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации реально построили. Первый этап у нас завершен. Очень хороший объект с замечательным оборудованием. Мне показали там, как он режет и толстую стальной лист, и какие прямо задаются, прямо какие там формы могут вырезаться, как гнется стальной лист и так далее. То есть он сделан по всем стандартам судостроительных заводов. Так? Мы можем сказать, что у нас вот эта промышленность реально наконец-то крупная уже такая по строительству судов
в том числе класса «Река-море», появилась. Первый корабль, который мы заложили, это корабль класса «Река-море» для перевоза сыпучих грузов, ну, таких как уголь, например, так, водоизмещение 6,5 тысяч до 7 тысяч тонн может перевозить. Очень важный и востребованный такой вид судов для нашего Ленского объединенного речного пароходства. Уверен, что вот эта серия будет дальше продолжена. Вообще, в целом, завод до 10 таких судов в год может выпускать. Вот. Но более того, он может выпускать и другие виды судов. Там уже сегодня заложено и строится для Сунтарского улуса паром как раз, но не крупный, а маленький, для малых рек, для перевозки сельхозтехники. Там спокойно помещается трактор, прицеп, с нагрузкой общая где-то порядка до 40 тонн. Вот. И Сунтарский улус уже заказал, стройка там судна уже началась, тоже планирует, что уже в этом году он будет сдан заказчику. Стоимость тоже относительно небольшая, порядка 20 миллионов рублей, мне сказали. Так. И уверен, что не только Сунтарский, но и другие районы могут для своих нужд такие суда приобретать. И вообще в целом этот завод у нас может делать не только суда, но он может делать и другие конструкции, все, что связано с металлоконструкцией. В частности, сейчас вот изготавливаться будет для Чурапчинского улуса опытный саром, это вот мост. Причем, если опыт окажется удачным, а у нас на самом деле большая потребность в вот таких сармах мостовых, и мы их сегодня вынуждены заказывать за пределами республики, вот, то, конечно же, нам будет гораздо выгоднее вот эти конструкции мостовые, которые необходимы для наших, в том числе и региональных дорог, для муниципальных дорог, заказывать здесь на месте. Тоже, я считаю, хороший проект, и вот по Чурапчинскому улусу он уже начал свою реализацию. Поэтому уверен, что в судоверфи мы будем производить много важного, нужного оборудования, много разных и судов, и, вот, и металлоконструкций, которые нужны нашей экономике, нужны республике. Александр Сергеевич, руководство страны уделяет особое внимание развитию креативной экономики. Успехи республики в этой области высоко оценил и президент страны. В прошлом году Владимир Владимирович посетил квартал труда в городе Якутске. Какие направления развития креативной индустрии сейчас в приоритете и что уже выполнено из тех поручений, которые президент дал по итогам рабочей поездки в Якутию? Знаете, на наших глазах вот Якутия стремительно меняет свое, знаете, позиционирование, скажем так, и в российской действительности, да, и в мировой повестке. Если раньше все-таки мы больше были известны как место, где добывают алмазы, вот, и где очень холодно, то сегодня уже про Якутию знают как место, где снимают замечательные фильмы, где сделают замечательные компьютерные игры, где очень креативные люди, где активно поддерживается человеческий талант. И это очень важно, вот такое мировосприятие региона за столь короткий период очень серьезно вот еще изменить. И я благодарен всем тем, кто работает в креативных отраслях, благодаря труду которых вот это все и состоялось, потому что это точно нужны дела, нужны какие-то продукты, чтобы и Россия, и весь мир увидели это, прониклись и, еще раз говорю, изменили свое восприятие нашего региона. Указ мой как раз был подписан ровно год назад, 27 апреля 2024 года, о развитии креативной экономики республики на период до 30 года. Основные направления там все указаны, начиная от кино и мультипликации, заканчивая модной индустрией. И по всем этим направлениям работа вот последний год велась и велась неплохо. Если говорить о кино, то мы видим, что за первые 3 месяца, даже можно сказать, за 4 месяца этого года якутское кино уже собрало столько денег в кассе, сколько было за прошлый год. Рекордный год, кстати, когда там у нас 157 миллионов рублей, по-моему, было собрано. Вот. Сейчас мы уже практически, вот может быть в эти дни уже как раз его, если не перегнали, то перегоним. То есть у нас появляются постоянно замечательные, хорошие фильмы.
Мы сейчас вышли в кино уже на межрегиональное серьезное сотрудничество. Вот. Хочу всем сказать, что с 1 мая по всей стране начнется широкомасштабный показ нашего совместного с Запорожской областью проекта фильма «Алдан», посвященного специальной военной операции, как раз где сюжет это как раз судьба нашего якутского воина, который имеет абсолютно реальный прототип. Это Николай Потапов, известный наш IT-предприниматель, который ушел на фронт, воевал, был тяжело ранен, сейчас вернулся и работает тоже в IT-отрасли. Вот. Есть и другие уже проекты совместные, в том числе по патриотической теме, которые мы будем реализовывать с другими субъектами Российской Федерации и с крупнейшими российскими студиями. Я считаю, что и по другим направлениям у нас неплохие результаты. Где-то, может, получается лучше, где-то чуть хуже. Так? Но самое главное, что есть такое постоянное движение, постоянное продвижение вперед. И вот я достаточно часто принимаю в различных мероприятиях участие в правительстве страны, посвященных в том числе и развитию креативной экономики. А сейчас этому уделяется большое внимание и правительством страны, и Министерством экономики, которое за это отвечает. И везде наш опыт отмечают не просто как один из лучших, отмечают как лучший опыт поддержки и развития креативной экономики. И президент страны, когда он здесь был, он реально вот это все увидел. Ведь если так посмотреть, это реально был визит нашего президента, когда он очень серьезное внимание уделил именно развитию человеческого капитала, развитию креативной экономики у нас в республике. И дал очень конкретные предложения по поддержке. Многие из них уже сегодня реализованы. Вот, например, мы просили проект «Моя профессия IT», который мы достаточно давно уже проводим, чтобы он стал не только всероссийским, а стал уже президентским проектом в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Все, сегодня решение такое уже принято. Мы просили тогда поддержать наш проект по высшей школе музыки. Тогда все-таки, понятно, что бюджет страны сегодня тоже достаточно тяжелой ситуации, непростой ситуации. И у некоторых коллег федерального правительства были сомнения о том, финансировать этот проект или не финансировать. Но да, президент дал конкретное поручение. Сегодня высшая школа музыки уже включена в федеральный бюджет в трехлетку. Вот, стройка уже начинается. И уверен, что в скором времени мы получим здесь замечательный кампус высшей школы музыки. И это значит, что у наших музыкантов есть твердая уверенность в том, что в будущем как раз наши местные кадры будут уже пополнять их ряды. Был также у нас просьба поддержать игровую индустрию по разработке игр. И сейчас уже Институт развития интернета объявил конкурс по стране как раз по поддержке производства игр, в том числе наши якутские несколько проектов в этом конкурсе участвуют. Поэтому президент дал очень хорошие, важные для нас поручения, которые во многом сегодня или уже реализованы, или реализуются. В любом случае они дают очень мощный импульс развитию креативной экономики нашей Якутии, Дальнего Востока, в целом всей страны. Вот. И в мае месяце, в конце мая, 29-30, здесь будет проходить как раз Дальневосточный форум креативных индустрий. В этом году Министерство по развитию Дальнего Востока приняло такое решение. Здесь у нас в Якутске провести, к нему тоже мы сейчас готовимся. И, конечно, сюда приедут десятки, сотни гостей, не только с Дальнего Востока, но и из-за рубежа, из других регионов страны. И уверен, что эта совместная работа эти дни, конечно, обогатит и нас, обогатит и наших гостей и позволит эту очень важную отрасль, креативную индустрию, поднимать еще более быстрыми темпами. Александр Сергеевич, в чат-боте есть вопрос на похожую тему. Так, Путин в прошлом году был в Якутске, ему рассказывали про искусственный интеллект, говорили, что будут создавать центр по беспилотному летательному аппарату. В чем польза БПЛА для Якутии? Кто там будет работать? Вы знаете, наверное, нет другого региона более нуждающегося в беспилотных летательных аппаратах, чем Якутия. Да. Наши огромные расстояния, наши природные условия, дороговизна доставки грузов в ту или иную часть республики нашей, она, конечно, просто просит, чтобы была создана не только беспилотные летательные, вообще беспилотные аппараты, которые позволят перемещать и грузы на территории, позволят мониторить лесные пожары, в случае необходимости их тушить,
помогать геологам, помогать спасателям. Вот любая отрасль вот, беспилотных аппаратов, которые есть в мире, кроме, ну, не считая военную, да, она вот для нас крайне востребована. И мы выиграли конкурс Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Свыше 500 миллионов рублей будет выделено на создание здесь центра беспилотных летательных аппаратов. Он до конца года будет уже создан. Здесь с локацией на территории ТОРа. Здесь начнется работа и по их испытаниям, по их в различных условиях и по их производству разных видов. Здесь работа идет. Работать, слава богу, есть кому. У нас много ребят, которые сейчас обучились работе на беспилотных летательных аппаратах. Но более того, я скажу, что есть и отдельное поручение президента в части вооруженных сил для того, чтобы огромная территория не только Якутской, но и вообще в целом российской Арктики, она была под надежной защитой. Тоже понятно, что востребованность беспилотных летательных аппаратов, она и вообще беспилотных аппаратов, она крайне сейчас вырастает, в особенности вот это сейчас специальная военная операция показала. И как раз для их, скажем так, испытаний в условиях крайнего севера, потом для их использования, различных тактических решений, такой центр президент Министерства обороны поручил рассмотреть и поддержать такой проект по созданию такого центра у нас в Якутске. Мы очень надеемся, что все соответствующие там уже этапы уже проходят согласование, и эта работа начнется. Спасибо. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Алло. Ага, меня слышно? Слышно. Слышно. Ага. Здравствуйте, уважаемый Арсений Сергеевич. Меня зовут Евгения Григорьевна Янкова. Я глава сельского поселения Алекнинский наслег, муниципальный район, Алекнинский район. Все мы знаем, что вот в марте принят новый федеральный закон о местном самоуправлении, и как бы что вот в июне он должен вступить в силу. Мы вот с коллегами активно обсуждаем этот документ. И у меня такой вопрос. Будут ли у нас в Якутии проходить на муниципальные округа? Спасибо. Благодарю. Спасибо за вопрос, Евгения. Конечно, вот эта реформа местного самоуправления, она в стране проходит непросто. Было очень большое обсуждение, разные варианты предполагались решения данных подходов по местному самоуправлению. В конечном итоге принят закон, по которому это полномочия переданы регионам. То есть уже регионы сейчас решают, будет ли двухуровневая система местного самоуправления или одноуровневая. Были самые разные мнения, но я много на эту тему советовался и с Алексеем Ильичем Еремеевым, председателем Госсобрания, с нашими ветеранами государственной службы. Сам тоже имею достаточно четкие такие взгляды в этом направлении. С главами районов тоже советовались. И все-таки я склоняюсь к решению, что с учетом наших исторических традиций, с учетом, опять же, вот нашей огромной территории, наверное, двухуровневую систему местного самоуправления у нас в республике надо оставить. То есть вот как сейчас есть муниципальные районы, и под ними муниципальные уже образования на уровне сел, поселков, наслегов. Хотя вот большинство сейчас субъектов Российской Федерации, они переходят на одноуровневую систему. Но еще раз говорю, с учетом вот наших традиций исторических, с учетом наших природных особенностей, больших расстояний и разбросанности большой нашего населения, несмотря на то, что концентрация в Якутске определенно есть, все-таки я считаю, что это решение правильное. Вот. При этом сейчас вот больше и больше вопросов, а будут ли выбора, как они будут выбираться, главы. Здесь тоже законодатель, в основном российский, он что определил, что глава столицы субъекта, он избирается городским собранием по представлению высшего должностного лица региона. То есть у нас в республике глава города Якутска будет избираться городской думой по представлению главы республики Саха-Якутия. Что касается уже
других глав, то здесь вот как раз мы должны опять же сами определиться. Будет ли этот порядок распространен и на других глав муниципальных районов, на слегов, будут ли там какие-то другие подходы. Здесь обсуждение идет. Многие главы, с которыми я встречаюсь, разговариваю, они говорят, что вот, наверное, был бы в сегодняшних условиях наиболее предпочтительный вариант, когда главы районов республики тоже будут избираться районными советами по представлению главы республики, а главы наслегов, главы поселений в составе муниципальных районов, они будут избираться уже местными поселковыми или наследными советами по представлению глав районов. В принципе, это отвечает всем нормам вот, единства публичной власти, которая сегодня в Российской Федерации есть, и в целом вот, управляемости. Сейчас комиссия, которая занимается реализацией норм закона у нас на территории республики, активно работает. От меня поручение получил руководитель администрации главы и правительства Михаил Георгий Николаевич, который эту работу у нас координирует. Илтуман, конечно же, очень активно будет, и сейчас уже работает его комитеты в том числе. Активно работает и муниципальные советы, Совет муниципальных образований республики. Все возможности мы учтем, выборы сделаем, но и уже свои через законопроекты, а нам надо будет достаточно много законопроектов принимать, начиная от изменений Конституции Республики, заканчивая приведением в соответствии уже уставов муниципальных образований до самого последнего наслега Республики. Большая эта работа должна быть проведена уже в течение этого года и начала следующего года. При этом хочу особо отметить, что те выборы, которые должны состояться в сентябре, они проходят по старому варианту. То есть никаких изменений там не будет. Вот, как они сейчас должны быть назначены, так они назначатся, так они в сентябре месяце пройдут. А вот уже следующие уже будут проходить, уже там все-таки ситуация уже может быть другая. Мы принимаем еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, уважаемый Арсен Сергеевич, уважаемые телезрители. Меня зовут Николай Харлампьев, звоню с Вилюйского района. Поздравляю, Арсен Сергеевич, вас и в вашем лице всех якутян с этим замечательным праздником. Арсен Сергеевич, 18 апреля вы приезжали к нам в Вилюйский Улус для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю столетия со дня рождения Гавриила Иосифовича Черяева, и вы в своем выступлении предложили издать указ по подготовке и проведению 400-летия со дня основания нашего любимого Вилюйска. В связи с этим, Арсен Сергеевич, можем ли мы, вилюйчане, рассчитывать на вашу помощь и поддержку в части разработки мастер-плана города Вилюйска с активным участием республиканских ведомств на примере города Якутска? Спасибо. Спасибо за такой хороший, содержательный вопрос. Вот, во-первых, конечно же, я, когда был в Вилюйске, и когда мы все там отмечали столетие Гавриила Иосифовича Черяева, я в своем выступлении отдельно отметил его выдающуюся роль в развитии Советской Якутии, в развитии индустриальной мощи нашей республики, как раз в период руководства нашей республики Гавриила Иосифовича Черяева, а он, напомню, почти 18 лет был первым секретарем обкома партии, произошли коренные изменения. И Якутия реально превратилась тогда в индустриальную республику. Были построены вот, Южно-Якутский ТПК, появился город Нерингри, появились поселки Удачный и Айхал в Мирнинском районе, крупнейшая обогатительная фабрика в Мирном. Была построена Вилюйская ГЭС, огромный импульс получила золотодобывающая промышленность, село Якутское преображалось. Огромное внимание он уделял развитию науки, высшего образования. И, конечно, память об этом выдающемся сыне нашего народа мы обязательно должны сохранять, должны увековечить. Поэтому я дал поручение, чтобы, во-первых, у нас все вот те поручения, которые были даны в рамках столетия Гавриила Иосифовича Черяева, были выполнены, чтобы появился у нас здесь, в городе Якутске, памятник. Вот, в сквере. В сквере сейчас, знаете, стоит бюст, скромный-то. Ну вот я считаю, что там должен быть памятник, его память. И в целом вот в
городе Вилюйске должен появиться вот филиал нашего Республиканского музея государственности. Потому что Вилюйская земля, которая дала и Гаврилу Черяева нашей республике, Степан Максимович Аржакова, конечно же, я считаю, что такого объекта уже давно заслужила. Далее я коснулся и города Вилюйска. Вот 400 лет городу Якутску будет в 2032 году. А через 2 года мы будем отмечать 400-летие города Вилюйска. Вилюйск тоже сыграл выдающуюся роль в развитии нашей республики. Он до революции был центром всей Западной Якутии. Через него шли многие исследователи, многие маршруты через него проходили известных людей. И, конечно же, вот эта богатая история Вилюйска, его современность, его будущие перспективы у меня, например, не вызывает никаких сомнений. И в этом указе мы должны будем это все отразить. При этом Вилюйск, конечно же, должен получить свой мастер-план. Так же, как и вот остальные 43 опорных наших населенных пунктов в Республике Саха-Якутия. Опорный пункт должен быть разработан с учетом перспектив и экономики, с учетом перспектив развития социальной сферы, увеличения населения, развития города, городской инфраструктуры. Уверен, что в скором времени мое поручение по этим вопросам выйдет. Правительство и администрация Вилюйского улуса, администрация города Вилюйска совместно сделают все, чтобы его как можно быстрее и эффективнее реализовать. Александр Сергеевич, вы сказали про рекордные объемы строительства жилья, о сроках переселения, упомянули 17-й квартал. И вот как раз в чат-боте есть вопрос. Александр Сергеевич, улица Пионерская, 34, когда переселят 17-й квартал? Ну, могу сказать, что переселение уже началось. Вот. И реально сейчас и по линии города, и по линии республики ряд домов уже расселяется. Что касается Республиканского ипотечного агентства, которое у нас является ответственным за комплексное развитие всей территории, мы называем это микрорайон спортивный. Сейчас он заканчивает расселение 3 домов в 17-м квартале, там буквально осталось несколько квартир. К сожалению, здесь хочу тоже отметить, здесь скрывать нельзя, по многим квартирам у нас судебные споры, и все эти квартиры с хозяевами, у которых есть, как насколько мне докладывают, есть 2-е, 3-е жилье. Так? Ну, понятно, что собственники хотят получить как можно больше, чем полагается, ставят достаточно серьезные там, финансовые условия. Мы на это идти не можем, вот, ни республика, ни город, соответственно, это все сейчас решается через суд. Это самый большой минус этого, то, что затягивается вопрос расселения других людей, которые, ну, на самом деле, готовы уже сегодня переезжать, даже и квартиры под них есть, но, к сожалению, вот, в силу разных таких причин процессы эти немножко затягивают. Но вместе с тем они идут. Я не говорю, что из-за этих судебных споров там все это останавливается, просто замедление есть, но суд в любом случае то или иное решение обязательно принимает, какая-то конечная инстанция, и процесс движется. Вот вообще в целом по 17-му кварталу с привлечением средств Дом РФ в ближайшее время, то есть уже в этом году, должно начаться расселение еще 17 домов в 17-го квартала. Это уже большая величина. Вот. В целом, на мой взгляд, работы идут неплохо. Вот. Но нужна еще, скажем так, более серьезная координация, кооперация городских властей, республиканских властей, министерств, республиканское ипотечное агентство для того, чтобы этот процесс вот, не останавливался из-за каких-то мелочей. К сожалению, вопросов там всегда возникает и будет возникать масса, когда стройка идет прямо, ну, уже, если раньше 17-й квартал был у нас окраина, так, но это сейчас назвать окраиной никак нельзя, и там начинают вопросы сетей, вопросов собственности, как я уже сказал, строительства социальных объектов и так далее, много. Но самое главное, расселение это началось, и это сейчас по городу Якутску приоритетный проект и для города, и для республики. Мы отвечаем за него, он в мастер-плане города Якутска, и уверен, что мы эту задачу обязательно решим. Александр Сергеевич, жители республики очень активно участвуют в нашем эфире. Поступает очень много телефонных звонков. Колл-центр принимает не только звонки, но и сообщения в Telegram и WhatsApp. И мне подсказывает, что есть очень интересное видео. Давайте посмотрим.
Ötö günden sakam sirin loktoktoro bargıtın bu ümit ütü Respublika günden itistin egarda buluktun men masaka mekas temin eder fermer bin onna te kasvın köleçte bin ondan benim uluspor me kanlaska deputat bolabın. Bu benim kira kodonum 2 gınar naktakpın onna 5 nirey ulatındıra hıcabın. Asya Sergeyevich men kılgası itim 2 beleten kırahıntın turar bastıkından elbek eder ıçıdık tekapistebin kiniler bu te kasvın jartınlar bağalara kühüren her olçakçı yörder olar her bir kalgan neler kiniler söylere onunla kotonlara soğuk bağalara var onunla söylere soğuk ondan 2 şeritten kördük bana bilgin elektrik bitir Ejiderbit uvaydarbit kiniler söyle göre kımtalara namtan her kiniler sahara neler onunla bu söylerin hem bağırbat sanalardan kara güçlerinden göre hacet tügenlere oluşa bak. Ondan da manık orta kara manık takan kele kurduk sitim neye kurduk. Dinle bilgi şöyle bayatlık programı tokuydamıd. Kıcağı jonton bu söylerin spekara arendaga berendu evet ertuğ kara subsidiyadan kömenen tekserellerin siti yapılacak. Talgı içatarba suyu bitir yok. Bu kadar programı tokuydamıd. Onno koton boproha turan keller bilden turan John Barry rasırdık teknolojiyalar bu üleni çepçeler kotonları tuttukları mağaralar onların onunla kımtılara oluş tipe donutken mağaraska agroskola kolu burundan çepçeki sığınağa üçügey sana teknolojiyalarda onunla sigirbet turuktak koton tuputların toğarmanlık bir proyekka onurumu jongo bilgi kögülü bir polar oluş astık buluyor toğu yeter kas biddi koton beyde tuspa ekspertizalarından kayan onunla beyde sübir koton sığınır takan keler. Olehin etinde bir tipovoy proyek bilemden barılır tarkadır bir polar oluş üçügey buluyor. Men sana var iki kalgaları bahardır bu bilgi söhbet aksana töbete de açığı soğukta onunla kölönüne berilli buluyor tek haysbatın. İti kayıskağa toğ öyle barın söbi onunla tabıldığı söptü cemin egitten itabın. Михаил, здорово. В программе махтал. Бытыком хурмуды кенеки хевил бакита волбукун. Вот я, задававший вопрос фермера, хорошо знаю. Раньше он работал директором музея в Мегано-Кангаласском улусе, в селе Майя. Так? И мы с ним тогда встречались, он тогда был с бородой, с усами такой. Сейчас избрил, совсем человека не узнать. Я, конечно, очень благодарен ему за то, что он не словами, а реально вот делами показывает пример сельского предпринимателя. Идет в эту сферу, причем я, вот, еще раз говорю, не только вот из его вопросов, вообще знаю его подходы к предпринимательству, к использованию в том числе сельского хозяйства для развития сельского туризма. Я считаю, в этом части очень большой есть у нас потенциал у нашего села. Уверен, что у него все получится, потому что у него есть энергия, у него есть желание, так, у него есть сегодня поддержка. Поддержка со стороны района. И уверен, что и на уровне Минсельхоза, если есть такая необходимость, такая поддержка им будет оказана. При этом я хочу сказать, что вот он поднял вопрос, которым мы достаточно давно занимаемся, но оно вот временами усиливается, временами ослабевает. Это поддержка строительства коровников, которых могли бы уже люди старшего поколения, которым уже сложно за скотом смотреть, скот туда передавать или в аренду, или кому-то передавать для того, чтобы это вот на каких-то кооперативных началах вот этих коровники у нас существовали и приносили уже доход, ну, скажем так, всему селу. Такой опыт есть у нас в республике, причем есть опыт и положительный, и отрицательный. В каждом случае, еще раз говорю, здесь сыграли роль не какие-то объективные факторы, а субъективные. И вот там, где к этому вопросу относились именно тщательно, просчитывая все возможности, помогая решать эти вопросы, особенно вот молодым фермерам, которые брались за это дело, результат всегда был хороший. Вот. И уверен, что в Мегано-Кангаласском улусе сейчас этим проектам будет уделяться особое внимание, хорошее, серьезное внимание. Дмитрий Иванович Тихонов – это один из тех глав района, которые как раз активно выступали за передачу полномочий по сельскому хозяйству с уровня республики на уровень муниципальных районов. Я сам с Дмитрием Ивановичем много раз общался, и как раз вот их доводы меня убедили в том, что вот это решение надо принимать и поддержать районы. Хотя, не скрою, многие коллеги в правительстве в то время тогда были против. Вот. Сейчас подавляющее большинство полномочий по сельскому хозяйству, в том числе, если не ошибаюсь, по строительству коровников до 100 голов, они как раз переданы
с уровня Минсельхоза на уровень муниципальных районов. Поэтому надо муниципальным районам вот таких ребят поддерживать, помогать им, делать какие-то совместные программы. Но если есть необходимость просить помощи у Минсельхоза, у правительства республики, если совсем нужно, то у меня для того, чтобы эти вопросы двигать. Нам селом надо заниматься. Вот преемственность, о которой сейчас он говорил, Михас, это обязательно то, что мы должны сохранить. То есть у нас не должно быть разрыва, когда старшее поколение уходит, объективно так, а молодое не приходит. При том, что вот мы видим, что есть замечательные представители молодого поколения, которые готовы сельским хозяйством заниматься им по-новому, на новых принципах, с привлечением современных технологий, он про них тоже говорил, для того, чтобы сельское хозяйство при постоянной поддержке государства в лице Республики Саха-Якутия, оно наконец-то начало расти и превратилось в отрасль, которая людям будет приносить достойный доход. Александр Сергеевич, зачитаю вопрос, который поступил на ваш чат-бот Telegram. У меня сахарный диабет, пока обеспечены лекарствами, но в конце прошлого года были задержки с обеспечением. Сам вопрос, достаточно ли выделено финансирование на бесплатные лекарства в этом году? Эта проблема мне известна. К сожалению, в прошлом году, в конце года, был на самом деле серьезный разрыв, так и мы тогда достаточно такие экстренные меры принимали. И я тогда давал конкретные поручения в адрес правительства по решению задачи. Прокуратура тогда подключилась, помогла мне, так, и мы вопрос тогда решили. При этом в этом году выделено средств гораздо больше, чем в прошлом. Порядка 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Но вместе с тем, как показывают предварительные расчеты, так как у нас число получателей таких лекарств с каждым годом растет, и стоимость этих лекарств тоже, к сожалению, растет, причем растет быстрыми темпами, то денег, опять же, может не хватить. Поэтому мы заранее уже правительству дали такие поручения, чтобы все-таки ситуация прошлого года не повторилась, чтобы лекарства были все обеспечены. Там, кстати, мы говорим много вопросов, и они связаны не только с деньгами. Вот, например, я сейчас буду отдельно рассматривать, и председатель правительства готовит мне доклад, все-таки о необходимости определенной централизации закупа лекарственных препаратов, которые мы закупаем по этим программам, потому что, к сожалению, мы видим, что разброс цен не то что между районами, центральными районными больницами, которые сегодня сами самостоятельно закупают, а даже вот внутри города Якутска очень незначителен. Вот. И, конечно же, я считаю, что в случае централизации через государственное предприятие, через Саха-фармацию, мы смогли бы реально достичь существенной экономии именно и в закупке, и в доставке лекарств. Этот вопрос, кстати, поднимали и депутаты «Единой России» при встрече со мной вот совсем недавно. И я их тоже поддерживаю, мы в этом вопросе будем работать. Мы не должны просто вот тратить деньги, так, а мы должны тратить их с умом, делая все, чтобы вот средства, выделяемые из бюджета республики на закуп лекарственных средств, использовались максимально эффективно. Это, кстати говоря, может во многом не только здравоохранения касается, но и всех других сфер. Чтобы мы с деньгами государственными работали, насколько возможно, вот именно бережно и экономили их. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Оннотон мен бу нюрболугун гара букын үчөй байдык мобильный бригада брастыра календар бихеха олок көмө бого абрал богондулар мен беме меттон де эгелларга ырыгоста хаджыбытырыбынен кетеммен билеген этеңге хаджабын оннотон бараларгар макталбын бу программага кыттыган үлелеби чоңга бараларгар макталбытын тирерде бит бема аптенеме оннотон мен эйтигимден бу маннык мобильный бригада аны оголорго ден аналлах бар болуу до ден эйтаб багыбалар. Спасибо за вопрос. Вопрос, наверное, все-таки касается мобильных хирургов. Вот, потому что в Нюрбинский улус, наверное, навряд ли наши арктические доктора ездили, так?
Но, скорее всего, это вопрос касается мобильных хирургов, которые ездят сейчас у нас по республике и проводят необходимые хирургическое вмешательство там, по многим направлениям, эндопротезирование, лапароскопические операции, по сердечно-сосудистым даже операции делают. Так, там вот уже на месте. Это очень людям удобно, потому что, не выезжая из дома, они сразу получают высококачественную медицинскую хирургическую помощь, для которой им раньше надо было выезжать или в город Якутск, а то еще дальше. Вот. Сейчас, вот благодаря в том числе национальным проектам, у нас медицинская база на местах уже окрепла. У нас вот новые больничные комплексы появились, абсолютно современные во многих районных центрах, а где-то появилось оборудование, которое позволяет такие операции уже на месте делать. Но, к сожалению, чтобы их постоянно делать, там людей, высококлассных, узкоспециализированных специалистов нет. И навряд ли они там появятся, потому что специалисты по эндопротезированию держать в районе, например, где живет 10 тысяч человек, абсолютно невозможно. Так? Они должны находиться там, где эти операции нужно делать для большего количества людей, постоянно проживающих. И поэтому вот мы решили, что мы будем создавать такие мобильные бригады, которые будут приезжать в тот или иной районный центр, где будут предварительно люди отобраны для хирургического вмешательства, подготовлены и быстро эти операции проводить. Опыт мы с прошлого года начали по ряду районов, в том числе по промышленным районам, по некоторым сельским районам уже провели. Результат очень хороший. Очень хорошие отзывы от населения и очень хорошие показатели вообще в целом по эффективности такой формы работы. Поэтому эта работа будет обязательно продолжена и по арктическим районам, и в целом по республике. Что касается детских бригад хирургических, если есть такая необходимость, я поручение министру здравоохранения дам, чтобы рассмотрели и для каких-то хирургических вмешательств по детям тоже отдельные какие-то программы приняли. Что касается арктических наших мобильных докторов, то там, в принципе, отдельные бригады есть, которые занимаются осмотром детей. По Нюрбе не знаю, насколько необходимо именно туда такую бригаду отправлять, там все-таки доступность есть, специалисты есть, но если есть необходимость, мы уже посмотрим. Но к нам присоединяется Чурапчинский улус, там работает корреспондент Аскалон Семенов. Аскалон, добрый вечер. Ütükehinen tıktavılla Aysen Sergeyevich ütükehinen sakabıt sirin oloqtoqtıra. Behege çurapçı uluhugar bar jekergetterge elbaq öngünü oңорор kiyinge kelen turabıt. Sanatar bollaqqa manlık tiptaq terilte tı siriger bu çurapçı siriger otugar an mangnaygıtın toluru qaçıllan üleğe kirbite. Ekitince sürbet 4 yıl 90-30 günüger Aysen Sergeyevich en beğen kelengen bu kiyini araybıkkın oloqtoqtır sürdaq kündütük sanıların bildireller. Min Aktıbar Çurapçı Uluha municipalne terilli bağlıga Stepan Anatolievich Sargıdayev ona bu kiyin salaltata kelen turallar ona min Aktıbar elbek oğlaq jekergen kelen turar Zakharovtar Bolallar ığalağata Eduard Petrovich, ığalıyete Natalya Petrovna, oğulor Sandara, Ayqal Dayana. Kepsetini kinlerden sağlıqqa Natalya Petrovna ütükehenen. Ütükehenen. Ja usulu büyütüne qaydağa biti? Manнык bihi ıl üs oğlaq bud. Bihi manныk diye kergenge elbaq öngön oğoror sığıntır çurapçıvtar ılıbıta yörübüt ulaxan. Manны min oğolorum sılcıvıttara kırgıttarım, logoped, psikolog, AFK öngötün tuhammıttara. Oğolorum kuru üyere kötekelerler, manna ülehetler üyere kötekössöller. Onna uan konuk bili rehabilitasiya baraga korakka barbakka bitire manna çurapçıvıtıgar boğlara üçügay bihi qatabıgastaq. Tügenden tuhanan Aysen Sergeyevich'in maktabını diyerdebit. Ay maktarbıt, doğuttarbıt, atın uluslargalar olurlar. Onda manlık tiptağ, simiyine sığıntır, arıllara bollar, atın uluslarga, jekergetterge, tühalağ, köme bolu ötedi hanıbıt. Aysen Sergeyevich, manlık kinler xan, össe xanlık uluslarga arıldığıqtaray. Мақтал болуын, вопрос кетеген, этиге теген, бастадан тұран бұқа барғытығар әғарда, бұрды күшуе кейін, арайбыт кеймет үшөйді күлелен бәтін көрдеулерін тұпсаран ехер, жон әрге үйерер, эти бәғат еметтігет. Атын ұлыстарға арылды тұғынан әтер боллаққа, бейға тедік бұланлар балылар.
Ну вот сейчас уже на русском скажу. Очень рад, что такой замечательный объект мы в свое время вот в Чурапче открыли, благодаря инициативе на местах. Вот глава района Степан Анатольевич очень поддержал. И сейчас вот радостно видеть, что люди пользуются, людям это нравится. Конечно же, такие центры мы будем открывать и в других районах. Здесь очень важно, чтобы было, опять же, взаимодействие муниципальной власти с нашим Министерством социального развития и по предоставлению здания, по ремонту, в дальнейшем по его работе. Ведь здесь по принципу одного окна оказывается целый спектр различных услуг, различной помощи, начиная от психологов, медиков, заканчивая вопросами реабилитации. И жизненная ситуация у людей самая разная. Так? И, конечно, вот такие центры нужны и для семей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Так? И мы видим, что там, где вот эти центры хорошо работают, как раз и статистика конкретно улучшается. Вот. Одним из форм поддержки семейной политики, демографической политики мы считаем вот предоставление грантов. В этом году, кстати говоря, у нас грант, он для муниципальных районов разыгрывается 10 миллионов рублей. Кстати говоря, выиграл в нем Чурапчинский улус. И вот если есть возможность, хотя бы один вопрос давайте я тоже задам, а то мне задают, а я никого ничего не спрашиваю. Степан Анатольевич, вот этот сертификат на 10 миллионов рублей вы получили. У вас какие планы по его использованию? На какие цели будет направлен? Этактавулла Айсен Сергеевич, Сақабы Селен, Баралықтақтыра, Сосиеске өлігіройдақ, Тұру Лехиджоннақ, Чурапчылуын жанын сәргетін атыттан, Сақабыт Республикатын түріттемі күнінен итистің ағардабетін теддебіт, олыз долгутулақ, юрілақ күнінне бейеқа. Ононтон бұл бейе бұлырың аттан Жекерген института демографическая политика сайдытыгар, Жекерген хылгар гыл саргыта муниципальный программаны үлелетен сағалабы пыт саңа программа алтта қайысқанан ол көрдік Жекерген экономиката саңа гыл бұлбы Жекергенлері ияға болаларығар өйін оғыны еті түріт өске, түріт тылға Төрөбіт дөйділергер берениләк болуға кен қабаннақ программа өлі тұрар. Оның тұм бұл ұлбыт кайылақ 10 миллион солқуவை бұт Жекерген института сайдытығар бұл программа әме салқы үлелән бар еден. Оның тұм түгеннен тұғынан Этактавулла Айсен Сергеевич ән bu Жекерген института Беттүн республика дитер сайдытыгар улахан болхамтагын өйөбүлгүн урагар улаханлык тем мактанабыт, оны тантүгеннен туганан улахан макталбытын правительство бутыгар, онна чувалан үле нехиление социальный титнен комиссиялар булутын министерстве тигер улахан барга макталбытын чурапчылар аттартан тиеддебит. Уру яйхал. Мақтал болын, Степан Анатольевич, мақтал. Айсан Сергеевич, улахан мақтал болуқтын, бұға сибәске чурапчыл ұхыттан жекергеттерге әлбәқ өңіні оңырар кейін тағыста студия. Аскалон улахан мақтал, Степан Анатольевич улахан мақтал, чурапчыларға мақтал, беревден салғыбыт. Айсен Сергеевич, у нас еще есть один видео вопрос, давайте посмотрим. Күтөкүнден Айсен Сергеевич. Россия хақайры бочетта дорунега Никита Иванович Баярап тата нехелеге. Бүгін бұл федеральный округқа кәлем тұрабыт. Бейулыс бітейінен әлбақ сыры кәлі бары болар. Оны бұл кәкә ғылдарға соғыт соғын адақтар кәнелеттен алданна. Оны бұйыл бұлағаны хүбі кестігінің ұтылда манчары өнетігар әме кәлі бары баға кәлек болуға. Оны бұл сол капитанный ремонтын оны өсі асфальтаныңа бібінен ағынан көмелер көтер көтер. Спасибо за вопрос. Вопрос касается федеральной автодороги Колыма. Это участок от Чурапчинского и Татинского улусов.
К сожалению, вот я здесь согласен, последние годы он в достаточно таком тяжелом состоянии находится, особенно если летний период после тяжелых больших дождей, осенний, весенний период. И сейчас там все не так хорошо, да? Что здесь я могу сказать? У нас сейчас работа в 25-26 год идет на участке вот от Чурапчинского улуса 2 Харбала, это был Тонго, до Кыи Татинского улуса, это вот реконструкция должна пройти вся. Так, 25-26. Дальше, потом уже в сторону уже Утыкёля работа должна сдвигаться. Вообще в целом по пятилетнему плану строительства автомобильных дорог в России, вот реконструкция федеральной автодороги Колыма, вот на этих участках она предусматривается. И я считаю, что она будет сделана. Мы, конечно, планировали, что асфальтирование в целом до Утыкёля будет идти более быстрыми темпами, но, к сожалению, последние годы из-за нехватки средств федерального бюджета финансирование по всем федеральным дорогам оно серьезно урезано и по содержанию, и по строительству. Ну, к сожалению, мы здесь вот, тоже не исключение. Замедление очевидно, но при этом, еще раз говорю, сказать, что ничего не делается, мы тоже не можем. Да? Работы все равно идут, работа продолжается, участки вводятся. И в этом году все равно, несмотря на все сложности, в прошлом году по участкам дороги Колыма тоже определенные участки, непростые участки тоже были сделаны и введены в строй. Вот, пользуясь случаем, сразу по дорогам скажу, потому что дороги для республики очень важны. Много вопросов по дороге Мухтуя, по дороге Анабар, по Вилюю. По всем ним планы этого года сделаны, работы идут, договоренности по, скажем так, прохождению тех или иных участков, какие сроки установлены, что мы там должны делать, когда дорога будет перекрываться и так далее, все тоже установлено. Я очень надеюсь, что все-таки у нас серьезных там уже никаких срывов не будет, да, особенности вот по Мухтуе, по Анабару. Ну, тоже знаем, что вот из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом, в особенности позапрошлом году, там были очень серьезные конкретные проблемы. Сейчас все-таки накал немножко спал, но проблемы остаются. Теперь по дороге Амга, вот здесь, кстати говоря, тоже вопросы проходили, как будет идти асфальтирование. Мы идем по плану, в этом году 15 километров тоже должны дальше асфальтировать. И вот по 10-15 километров дорога Амга будет дальше асфальтироваться. Вот. Здесь мы планы свои никоим образом не меняем. В этом году, кстати, есть там у людей опасения, что летом будет большое количество угля перевозить, и дорога может разрушиться. Отдельное поручение мною дано и по линии ГУП ЖКХ, по линии Министерства ЖКХ и энергетики. Перевозки в основном будут идти в ноябре, вот, и ущерба качеству дорожного полотна не будут приносить. Те перевозки, которые летом будут проходить, они тоже будут контролироваться, и мы все-таки считаем, что ущерба ни мостовым переходам, ни дорожному полотну не будет нанесено. А стройка сама будет продолжаться. Еще раз говорю, дорога Амга, мы должны ее постепенно идти и к 2028 году уже полностью закончить ее асфальтирование. Александр Сергеевич, что касается игры Манчары, отборочные туры в муниципалитетах уже начались. В этом году республиканские соревнования по национальным видам спорта пройдет в Татинском улусе. Как насчет спортивной инфраструктуры? Какова сейчас готовность? Готовность хорошая. Я вот буквально вчера разговаривал с Сергеем Васильевичем Местиковым, заместителем председателя, он руководитель оргкомитета по играм Манчары, он как раз ездил в Татинский улус на мероприятие, посвященное Дню Республики, ну и также и провел оргкомитет. Готовность и стадиона, и большого многофункционального спортивного центра в Утыкёле, она там за 85%, близкая уже к 90%. Вот. Уверен, что там никаких проблем не будет, все материалы на месте, объект будет сданы. Вот. Немножко отстает спорткомплекс Черкохи, но там модульные конструкции, там объект гораздо меньше, проще, и сейчас стройготовность уже за 60%. Надеюсь, что тоже в установленные сроки будет все сделано. Ну и по ипподрому тоже, как мне доложили, никаких проблем нет, поэтому спортивная часть, она готова. Сам район очень тоже, насколько я знаю, готовится, жители воодушевлены. Вот, уверен, что татинцы, они, которые известны всей нашей республике, да, своим гостеприимством, вот, умением организовывать мероприятия хорошие, проведут игры Манчары вместе с республикой на самом высоком уровне.
Айсен Сергеевич, в чат-боте есть вопрос, несколько раз отправили. На Ленские столбы ездим каждый год, парк стал удобнее, но народу очень много. Хотим на Амгу, на речку Синяя, но там нет хороших домиков, нет инфраструктуры для отдыха. Что-нибудь делается для создания условий? Но вы знаете, я здесь что хочу сказать, в целом вот по развитию туризма, да? Я глубоко убежден, что у Якутии грандиозный просто потенциал по туризму, просто огромный. Да, это все подчеркивают, с этим все согласны, и природный, и, знаете, вот событийный туризм, этнотуризм. Вот Якутия буквально для этого создана. Но здесь у нас как раз самая серьезная проблема в том, что у нас сфера, вот индустрия гостеприимства, как это принято называть в мире, да, связанная с туризмом, она отсутствует. Мы никогда этим раньше не занимались. И что самое плохое, здесь даже не то, что государство к этому не готово и так далее. Да? Здесь нету серьезно развитого крупного у нас бизнеса. Даже среднего бизнеса нет. У нас весь бизнес туристический, он, к сожалению, пока еще маленький. И наша задача взрастить здесь все-таки предприятия, местных предпринимателей, которые реально будут заниматься туризмом уже в серьезных таких больших масштабах. То есть не 10 человек привозить, не 50, там даже не 100, а тысячи, десятки тысяч человек. Вот. Только в этом случае можно будет говорить о том, что у нас индустрия это появилась. А крупные российские компании сюда не заходят, потому что пока у нас таковой вот инфраструктура, опять же, очень сложная. У нас дорогая логистика, вот, даже внутри республики. Отсутствуют гостиницы, хотя многие считают, что куда якутские гостиницы, да, в Якутске гостиниц вообще нету по стандартам российским. На такой город нам еще нужно минимум порядка 500-1000 гостиничных мест на город, в котором живет 400 тысяч человек. Большая проблема у нас вот как раз с, как сейчас сказали, с летними домиками, как их называют, глэмпинги, которые, как сейчас модно это говорить, да, хотя не люблю эти англицизмы, да, но вот летние домики, да, где люди могут выехать в летний период, осенний период, отдохнуть, передохнуть на несколько дней и обратно уехать. Вот. Слава Богу, что сейчас все-таки районы начинают понимать, что это направление, много достаточно заявок поступает на конкурсы, которые федеральное правительство делает, и мы как раз от республики сводную заявку делаем и передаем. Сейчас порядка 6 районов активно участвуют. Мы надеемся, что и в Амге, и в Хангаласском улусе, и в других вот, территориях городского округа Якутск-Намском районе появятся уже такие вот достаточно компактные лагеря, можно сказать, базы отдыха, да, современные, где будет инфраструктура все-таки, которая сегодняшний уже турист предъявляет. Но при этом я, конечно, хочу сказать, что, коллеги, это же не только внешняя часть, да, это еще есть и внутренняя, то есть начиная от сервиса, который люди там должны получать, да, заканчивая уже своим отношением к природе. Потому что на той же Амге каждый год мне, вот как сезон начинается, куча писем от людей поступает, от жителей Амги, что вот приезжали туристы, после них там куча мусора, фотографии приходят, на сайтах это выходит и так далее, различных, да, и, на самом деле, конечно, настроение падает, когда это видишь. Это же мы с вами делаем, это точно не иностранцы, точно не из других регионов приехавшие, да, это в основном вот мы сами все делаем это. И здесь, конечно, свою культуру, свое отношение к своей природе мы пока не поменяем, но я не думаю, что ничего путного не выйдет. Поэтому вот когда мы сами начнем вот следить за собой, когда мы начнем убираться, когда мы начнем правильно к друг другу относиться, и клиенты, и хозяева этих сервисов, да, те, кто услуги эти оказывает, то вот тогда уже можно будет говорить о дальнейшем развитии. Планы по развитию туротрасли у нас есть, стратегия, в принципе, неплохая, мы сейчас ее создали. Но для ее реализации, опять же, нужен местный бизнес. Я еще раз говорю, я однозначно здесь настроен на то, что это должен быть бизнес, а не государственные какие-то компании. Ни в одном стране мира госкомпании по туризму сильно хороших, больших результатов не достигли. Везде этим занимается бизнес. Дело государства — делать инфраструктуру. Электричество, помогать субсидиями в строительстве вот объектов,
дороги делать. Это да, это мы будем делать. На ту же Амгу вот асфальтирование. На Ленские столбы мы тоже предполагаем и активно работаем, что дорога вот наша будет у нас туда дальше продолжаться и обустраиваться с тем, чтобы как можно дальше люди могли проехать на своих автомобилях. Вот. Но при этом, еще раз говорю, бизнес на месте уже должен работать сам. Александр Сергеевич, зачитаю следующий вопрос из вашего чат-бота в Telegram. Когда в торгово-логистическом центре будут продавать клубнику? Хороший вопрос, да. Я руководитель нашей компании, бывшему Якутоптторгу, с нынешней арктической торгово-логистической компании, такой вопрос задам. Вот. Но на самом деле хочу сказать, что сам как человек, который много в Арктике был раньше и сейчас бываю, я вижу, вот как эти торгово-логистические центры реально меняют, по крайней мере, вот снабжение районных центров и населенных пунктов в тех или иных районах. Потому что выбор там вырастает в разы, цены падают очень значительно. И, знаете, мне жалобы пишут местные предприниматели, что вот из-за появления торгово-логистических центров, вот у нас там убытки и так далее, нам их компенсируете. Но вот здесь я в первую очередь руководствуюсь интересами жителей. Я не настроен повышать цены для того, чтобы кто-то там, мог зарабатывать. Да? Моя задача, чтобы, наоборот, наши люди могли, если есть такая возможность, по минимальным ценам получать наибольший ассортимент продуктов, товаров различных, и обеспечивать, питаться нормально, по хорошим ценам, так не тратить большие деньги. И там чего только нет, там я же вот постоянно бываю, и причем иногда я просто приезжаю, захожу не на открытие, а потом уже вижу, что реально и руководство компании старается, на местах люди стараются, чтобы ассортимент поддерживать. Не все, к сожалению, пока получается так, как хотелось бы нам, да? Но реально вот то, что большой позитивный сдвиг в этих вопросах произошел с появлением торгово-логистических центров, это 100%. И до конца этого года торгово-логистические центры будут созданы во всех арктических районах. У нас еще в 3, пока они не открыты, строятся, но до конца года они должны быть завершены. Александр Сергеевич, колл-центр работает у нас очень активно. Звонки поступают от всех уголков нашей республики. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здорово. Здорово. Сергеевич. Мен был Павел Маркович Марказов Демин. Момолуга Улаканчистый национальный нахилеге. Бұл судыртағыта жокускай коракка сүрдә үчүгейтері болан аспыттыры. Ол күрдік сақайрин табаттырын түрдүсие. Сақайрин табаттырын ойнулары үрдік тағымға етілді бұттыры. Түгеннен туғанан бұл тәрәхіндерге күтті бұт. Териббит, сүрбі көпбіт жомбутугар, чуалантай қайсыбыты министерсті бетігер, сақар сүйлігетін правительствотыгар. Онна Александр Сергеевич яқа бүліңген дирин мақталбын тердебін. Онна бұл тәрәхіндер чөчелерінен табасалатын итетігер, қотулуыстар сайдалдаргар, туаққан сағынлар тақсан әрелерден бапыростақпын. Павел Маркович Бобругин мақтал. Павел Маркович из Мумского улуса, он спрашивает вот по оленеводству. Этой весной у нас в Якутске после долгого перерыва прошел съезд оленеводов, и он спрашивает, какие результаты, какие практические действия будут приниматься по итогам съезда. Конечно, решение о съезде тоже принималось непросто. У нас с 2017 года не было съезда оленеводов. Вот, там ковид помешал, потом сейчас уже хотели из экономии этот вопрос остановить, но я сказал, что на оленеводах точно экономить не надо. Надо, чтобы они все вместе собрались. Во-первых, поговорили между собой, обсудили те вопросы, которые есть в отрасли, чтобы здесь руководители министерств, ведомств послушали о проблемах именно оленеводства, так и поняли и для себя и саму отрасль, и те подходы, которые надо вырабатывать для того, чтобы максимально эффективно им помогать. Ну и в конце концов, чтобы жители Якутска, гости столицы тоже увидели наших оленеводов. И я считаю, что вот эта часть точно очень хорошо удалась. Замечательные гонки оленей, выставка, которую оленеводы сделали, с присущей им вот такой, знаете, хорошей культурой, с очень таким хорошим подходом. Они порадовали всех, воодушевили многих. Ко мне многие потом подходили и благодарили за возможность вот как раз поговорить, перенять опыт самый передовой, обменяться мнениями не только с оленеводами нашей республики, но ведь приехали и другие регионы оленеводческие, российские, и из других стран были, с Китая, с Монголии. Всего более 250 делегатов было съезда. Мы оленеводство
поддерживаем. Несмотря на все сложности этого года, у нас финансирование значительно выросло, и 1 200 с лишним миллионов рублей в этом году именно на поддержку оленеводства заложено. Ну и вы знаете, вот я с людьми там тоже на съезде встречался, разговаривал, сам вот в Арктике бываю, часто разговариваю. Сейчас в чем самое главное? Все-таки у нас проблема. Она такая же, как и для всего сельского хозяйства, у нас все-таки кадры. У нас старшее поколение уходит, младшее, молодое приходит, но приходит медленно, мало. И нет людей, которые могли бы на должном уровне за оленями смотреть. Ведь оленеводство – это точно постоянный кочевой образ жизни. Надо за оленем кочевать, и здесь нужна и физическая форма, нужно и понимание этой отрасли. И если человек с детства к этому не приучен, то, конечно, очень сложно уже в зрелом возрасте приходить в оленеводство. Поэтому вот проблема поддержки кадров, вот в том числе расширение программы «Молодой оленевод» очень активно ставится оленеводческими районами. Далее, конечно же, это борьба с хищниками, с волками, с медведями, которых стало очень много. И здесь упрощения просят так. Ну, к сожалению, не все мы можем сделать в рамках нынешних действующих законов, но определенную здесь помощь, в том числе и на уровне, наверное, депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, нам надо тоже ставить, получать, потому что с хищниками надо бороться, надо их уничтожать, так иначе ущерб, который они приносят и людям, и в целом вот поголовье оленя, он уже становится уже кое-где очень, очень высоким. Были также вопросы, и я поддерживаю здесь глубокой переработки и вообще реализации продукции. Потому что оленей можно у нас вырастить много, так, и 200, некоторые говорят, еще, вот у нас сейчас под 200 тысяч, так, можно и 300, например, сделать. Но куда мы будем сбывать продукцию? Что нам делать с олениной, что нам делать со шкурами, что нам делать вот с продуктами внутренними, как их перерабатывать, что делать. И здесь, конечно же, сами районы этого не решат. Здесь нужно, чтобы правительство, в том числе с нашей якутской наукой, сделали все-таки более правильные какие-то предложения и по размещению производственных объектов. И главное, все-таки мы выработали какие-то механизмы сбыта продукции. Вот это самое главное. Потому что понятно, что внутри республики это все навряд ли мы сможем реализовать. Но вот как нам при нынешних транспортных расходах сделать эту продукцию рентабельной уже с вывозом в другие регионы, это вот задача, которую надо решать. И я думаю, что над этим вместе все будем работать и совместными усилиями добьемся здесь успеха. Александр Сергеевич, ну сейчас предлагаю посмотреть видеосюжет, который был специально подготовлен к прямой линии. Третий – это система соседей. Рассчитать траекторию полета ракеты, собрать мини-модель и даже попробовать ее запустить. В космоквантуме все как в настоящей научной лаборатории. Здесь мечты воплощаются в реальность. Восьмиклассник Кирилл Потапов с самого детства был увлечен просторами космоса. Юноша уже принял участие в создании и запуске стратосферного спутника в рамках смены «Космомания» и работает над новыми проектами. В будущем я собираюсь связать свою профессию, безусловно, с программированием, возможно, даже космосом. Если получится, я буду развивать свою республику в этом направлении, безусловно, и страну в целом. Развитие дополнительного образования дает хороший толчок для профориентации школьников. Только за прошлый год в Якутии появилось 4 технопарка кванториума. Работает передвижной мобильный комплекс. Мини-лаборатории открываются и в новых школах. А вид какой отсюда? А вид какой отсюда, да? Самая крупная по площади школа имени Михаила Николаева распахнет свои двери 1 сентября. Будущие ученики вместе с родителями уже приходят на экскурсии. В этом году в Якутии планируется ввод 13 объектов. Исторический показатель в образовании региона. Особенностью школ нового формата является создание больших общественных пространств коворкинг-зон. Здесь можно не только встречаться с друзьями, выполнять домашние задания, но и проводить различные лекции, семинары, в том числе и по патриотическому направлению. Система патриотического воспитания в Якутии была признана одной из самых эффективных в стране. В регионе работают отделения юнармии, движение первых, проводятся зорницы. Все это помогает юным якутянам раскрыть свои таланты и применить их на благо республики. Республику я вижу, конечно, процветающей благодаря нашей молодежи.
Я считаю, наша молодежь особенно талантлива. Она всегда стремится что-то новое открывать, узнавать. Результат масштабной работы налицо. Школьники и студенты колледжей Якутии становятся победителями и призерами всероссийских и международных предметных олимпиад. Выпускница арктической школы Дарина Данилова – одна из них. У нас есть Малая академия наук, которая поддерживает одаренных, умных, талантливых детей. В дальнейшем по республике олимпиадное движение разовьется, и у нас будет много людей, которые будут развивать нашу республику. Высокий уровень подготовки юных якутян отметил и президент России Владимир Путин во время своего визита в Якутск. То, что ваши выпускники ваших школ поступают в лучшие, как вы сказали, высшие учебные заведения страны, это говорит о качестве вашей работы. И вам большое спасибо за это. Создание современной инфраструктуры дает возможность подрастающему поколению с самых ранних лет получить доступ к новейшим технологиям. Комфортные условия помогают повысить качество образования и создают полноценную среду для гармоничного развития юных якутян. Сергеевич, расскажите подробнее, что запланировано для развития молодежи в Якутии? Знаете, это глобальный вопрос, ведь дети – наше будущее, и мы все должны делать для того, чтобы воспитать их настоящими гражданами нашей страны. Вот очень хороший сюжет прошел, из него видно, что если говорить о нашей республике, наряду с традиционными нашими подходами к развитию образования, хорошим строительством большого количества детских садов, школ, дополнительным образованием. В последнее время мы все-таки должны уделять и уделяем большое внимание патриотическому воспитанию. Еще раз напомню, в 2019 году Якутия была первым регионом, где мы начали гимн исполнять в школах. Мы тогда получили массу разной критики от разных людей. Но сейчас мы понимаем, что мы были абсолютно правы. Сейчас по всей стране это уже распространилось, все это уже есть и решение нашего президента. И сейчас, конечно, в это непростое время мы должны этот вопрос только усиливать. Я здесь хочу сказать, что во многом я считаю, что мы излишне увлеклись, наверное, в 90-е, в нулевые годы, определенно, знаете, когда из учебного процесса убрали вопрос обеспечения безопасности, начальную военную подготовку. Вообще мы сейчас детей отучаем от природы. У нас же в школах уже практически дети не стреляют, на специальных курсах. А мы все, например, в школе из мелкашки стреляли, зачеты сдавали, из автоматов стреляли. А сейчас это все прямо просто под каким-то, если не глобальным запретом, то на это все реагируют очень нервно. Так? Сейчас, слава богу, появился центр «Воин», через который многие дети проходят, готовятся к воинской службе в том числе. Но одного центра «Воин» мало. Я вообще считаю, что мы здесь молодежь, детей, в первую очередь мальчиков, конечно, должны более все-таки прививать им любовь к природе. Может быть, какие-то специальные даже, может быть, региональную какую-то компоненту вводить, чтобы дети могли в походы на природу ходить. Сейчас же это вообще под таким тотальным, если не запретом, то с такими и ограничениями, что просто большинство школ просто этими не хочет заниматься. Потому что себе дороже. Так учителя говорят. Так? И я считаю, что в этой части у нас еще много чего не сделано в целом в стране и у нас в республике. Ведь сегодня много мы говорим о специальной военной операции, и почему наших бойцов очень ценят. И командующие мне про это говорят, и президент наш мне про это говорит. Почему? Потому что они очень близки к природе, к жизни, в самых тяжелых, непростых условиях. Потому что у нас все якутяне, мужчины, это охотники, рыбаки. Скоро, сейчас уже начался сезон охоты с подсадной уткой, скоро в целом сезон откроется. Я всем мужчинам-охотникам желаю, чтобы война всем улыбнулся, чтобы хорошая охота была весенняя после долгой зимы. Но наших детей, мальчиков тоже к этому надо готовить, учить этому. А, к сожалению, сегодня как-то с точки зрения образования все-таки, пока мы несколько шагов назад по сравнению с тем, что раньше было, мы сделали.
И здесь нам надо много еще чего сделать. Теперь, что касается в целом системы образования вот, патриотического. У нас сейчас Центр «Патриот» будет размещаться в Бригантине. Вот знаете, ну, была история с детской школой искусств города Якутска. Я принял решение, и сейчас в Бригантине будет Центр «Патриот». Там ремонты сейчас идут. Уверен, что до конца года все будет сделано, откроется, и он будет как раз у нас объединять в целом все наши патриотические, в том числе разные объединения. И, конечно, Министерство молодежи должно стать у нас таким, знаете, головным в этой части компонентом. У нас много сегодня создано, слава богу, вот таких структур. Юнармия есть, вот движение первых, Центр «Патриот», сейчас будет Центр «Воин», еще другие есть у нас региональные. Но они порой в различных ведомственных у них принадлежность, какая-то разобщенность в движениях была. И вот сейчас Игорь Васильевич Юргин их как-то вот под себя вот правильно вот политику под Минмолодежь выстроил, и это должно быть под единым крылом. Единый центр, патриотическое воспитание вообще должно быть единое. Так? Оно не может распыляться по разным министерствам и ведомствам. Но кроме патриотического, конечно, нам надо и традиционные наши все направления развивать. Вот и в сюжете как раз про это говорится. Несмотря на все сложности, мы школы будем строить, детские сады будем строить, причем строить их с учетом вот самых таких новых современных требований. Конечно, мы должны при этом делать все максимальное, чтобы наши дети получали хорошее, качественное образование. И здесь я считаю, что мы не до конца используем дистанционное образование. Я намерен вот, с министром просвещения страны на эту тему говорить, чтобы, особенно в малокомплектных школах, мы вот вопросы дистанционного образования уже оформляли и внедряли более активнее. Потому что там, где у нас априори все равно не будет хороших предметников по тем или иным видам школьной программы, мы детей обрекать просто на, скажем так, незнание основных каких-то предметов не должны. А вот с помощью дистанционного образования я считаю, что это можно организовать. И причем организовать на неплохом уровне, как показывает в том числе и практика других стран. Поэтому вот такие передовые методы я считаю, что надо использовать, не надо уходить от них. И уверен, что образование в республике у нас со времен нашего первого президента было приоритетом, и оно таким приоритетом и останется. Потому что дети – это наше будущее. Это не просто слова, это то, что должно двигать вперед нашу республику. Спасибо, Арсений Сергеевич. Не А подсказывайте, дети у нас, кстати говоря, очень хорошие. Я вообще люблю наших детей. У них и мысли очень хорошие, у них и подходы очень хорошие. И они вот сейчас я могу точно сказать, вот эти дети, которые сейчас растут в наших школах, они точно будут лучше нас. А мы им обязательно в этом поможем. Спасибо, Арсений Сергеевич. Мне подсказывает, что есть еще один видеозвонок с города Якутска. Давайте посмотрим. Здравствуйте, мы многодетная семья Слепцовых. Проживаем в городе Якутске. В январе этого года мы стали родителями в 4-й раз. Были очень рады услышать, что можем еще раз получить республиканский материнский капитал «Семья». На компенсацию расходов транспорта тут капитал будем. Мастаула Арсений Сергеевич Улахан мактау будем дейдек будем багарабыт. Элбэх оголох ылларга, эдер ылларга көмөлөрүгүт. Ehen онна республика күнүнөн өсө түгүл эгардалибин. Махтал болун. Большое спасибо. Ну, замечательная семья. Вот когда видишь такие семьи, понимаешь, что не зря работаем. И у нас в республике очень отрадно, что с каждым годом растет количество многодетных семей. Это, на мой взгляд, важнейший такой показатель правильности демографической политики. Конечно же, вопросов много. И вот одним из вопросов, которые мне часто задавали многодетные семьи, был вот именно тот, о котором сейчас семья сказала, как о решенном уже вопросе. Вот почему на 3-го ребенка семейный капитал полагается, а на 4-го и последующих государство как бы уже не помогает через систему капитала. А другие там подходы есть, но виды помощи. А вот такой базовый, вот как семейный капитал, нет. И на самом деле это же несправедливо.
потому что в сегодняшних, особенно условиях, я вообще считаю, рождение 4-й и последующих детей – это определенно такой, знаете, гражданский поступок, гражданское мужество. И, конечно, государство должно поддерживать их особенности, когда мы крайне заинтересованы в увеличении нашего народонаселения. И я в прошлом году в послании своем про это сказал. Благодарен Государственному собранию Илтуман за то, что поддержала мою инициативу. И закон сейчас принят. И с 1 января семейный капитал у нас в Якутии выплачивается на 4-го и последующих детей. Вот это здорово. Это вот как раз реально помогает, на мой взгляд, реализации нашей семейной политики. Вообще у нас за первый квартал родилось 3100 детей. Я вот специально готовился к эфиру, много разных цифр смотрел. 3100 детей родилось за первый квартал. Мальчиков в этом году больше, 1600 где-то вот, мальчиков и 1400 девочек. Вот. И что очень важно, почти 600, чуть меньше 600, 580, где-то вот такая цифра, это 4-е и последующие дети. Вот. Ну, то есть это очень значительное количество тех детей, которые у нас в республике рождаются. И я уверен, что благодаря нашим решениям нашей республики, таких детей будет больше, многодетных семей будет больше. И эту политику мы обязательно будем поддерживать и дальше проводить. Вот. И большое спасибо и этой семье Слепцовых, и всем другим семьям, в которых сегодня дети появляются. Республика сделает все, чтобы эти дети выросли счастливые, умные, здоровые, в развивающейся современной Якутии. Ну, а сейчас принимаем вопрос по телефону. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, уважаемый Арсен Сергеевич. К вам обращается Владимирова Надежда Николаевна, многодетная мама, учитель Жиганской средней общеобразовательной школы, депутат районного собрания депутатов Суглан. Вы, да и все жители нашей республики в курсе, что в Жиганске в январские выходные в котельной 65 лет Победы остановились котлы. Тогда из Якутска привезли оборудование, материалы, даже на самолетах. Из Нюрбы на помощь прибыли бригады. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что ситуация такая не повторится. Этот вопрос ставился и перед правительством нашей республики. Но хочется услышать от вас лично, что делается для решения данного вопроса. Мы ждем конкретных действий. Спасибо. Спасибо, Надежда Николаевна, за вопрос. Конечно, у нас в период новогодних каникул в Жиганском районе была ситуация крайне тяжелая. Сначала был пожар в Бестяхе, где котельная сгорела так, и реально ситуация тоже была очень-очень тяжелая. В результате принятых тогда мер, ситуацию удалось так локализовать. Хочу сказать, что в Бестяхе новая котельная уже введена в строй, уже начала работать. Мощностью 2,5 мегаватта уже работает новая котельная, то есть там проблемы уже нет. Сразу, как только вот по Бестяху немножко накал начал снижаться, у нас в Жиганске самом произошла остановка котлов. Котлы там достаточно такие специфические, их не типового такого использования для нашей республики, только вот в Нюрбе и в Хандыге они используются. И как раз вот Надежда Николаевна сказала, мы тогда ночью подняли вертолеты полярных авиалиний, и они перебросили бригады ГУП ЖКХ тогда из Нюрбы на Жиганск. И ребята на самом деле себя героически показали, в очень тяжелых, непростых условиях справились с задачей. Постепенно один за другим запустили все котлы. И мы добились главного, несмотря на то, что, конечно, люди, жиганские население испытало достаточно большие неудобства из-за, конечно, в домах далеко там тепло не было, да, было холодно. Но главное, мы спасли дома от размораживания, в целом спасли поселок и постепенно выправили ситуацию. Еще раз хочу поблагодарить жиганцев за понимание, за терпение, ну а тех, кто работал на ликвидации этой аварии, от простых сварщиков, заканчивая первым заместителем председателя правительства Садовникова, который тоже день и ночь этим вопросом курировал, занимался, тоже хочу отдельное человеческое большое спасибо сказать. Вот. Но Надежда Николаевна правильно говорит, наша задача не просто ликвидировать аварию, но сделать так, чтобы она не повторялась. И по Жиганску сейчас ремонтные
работы по замене котлов и так далее, все будут проведены в летний период. На это 80 миллионов рублей предусмотрено. Я отдельно интересовался у руководства ГУП ЖКХ. Деньги все есть, так, несмотря на все там проблемы, которые у ГУПа имеются, этот вопрос обязательно будет решен. Поэтому уверен, что в новый отопительный сезон жиганский мы войдем уже с полностью новым оборудованием, которое позволит уже без всяких аварий дальше работать. Арсений Сергеевич, по вашему поручению, которое было озвучено по посланию Элтумен, сейчас ведется активная работа по оптимизации субсидий предприятиям ЖКХ. На последнем заседании парламента этот вопрос очень активно обсуждался. Какая ситуация сейчас по субсидированию энерготарифа? Ну, вопрос там не только в энерготарифах. Он в целом касается субсидий организации коммунального комплекса. Я в своем послании в декабрьском абсолютно осознанно на эту тему остановился, потому что я тогда понимал и сейчас вижу, что эта проблема, она у нас есть, она никуда не исчезла. Она связана с чем? С тем, что за последние 4 года у нас субсидии организациям коммунального комплекса выросли в 2 раза. Если раньше это было 25 миллиардов рублей из госбюджета, то сегодня это составляет уже 50 миллиардов рублей из госбюджета. Что такое субсидия ОКК, вот организациям коммунального комплекса, чтобы было понятно? Да? Это та цифра, субсидия, которую выделяет государственный бюджет организациям коммунального комплекса за те услуги, которые они предоставляют, причем самые разные, начиная от подачи тепла в наши дома, заканчивая вывозом жидких бытовых отходов из многоквартирных домов, целый спектр разных услуг, за то, что население платит меньшие тарифы, чем эти тарифы должны быть по жизни, экономически обоснованные тарифы. Вот. И последние годы, почему вот такой резкий рост прошел? Потому что тарифы для населения каждый год у нас в республике растут так же, как и в России, на тот уровень повышения коммунальных услуг, цен, который устанавливает Федеральная антимонопольная служба России. Ну вот на этот год, например, будет повышение 13%. Оно не только в Якутии, оно и в других регионах страны такое же. Да. Но при этом экономически обоснованные тарифы предприятий ЖКХ растут более быстрыми темпами. Вот, например, за последние, опять же, 4 года, если вот посмотреть, у нас тарифы населения выросли где-то на 54%, так, по коммунальным услугам, а по цены на уголь выросли на 82%. Вот, цены на нефтяное котельное топливо, которое используется у нас в части котельных, да, оно выросло вообще на 108%. И вот этот рост, он постоянно опережает. И получается, что население, каждый год мы на 10-13% платим больше, но реально тариф растет еще больше. И вот эта разница, вилка между ними каждый год растет. И вот сегодня 50 миллиардов рублей госбюджет должен выделять субсидии энергетикам, ГУП ЖКХ, частным коммунальным предприятиям, для того, чтобы вот эти тарифы предприятия могли работать без убытков, хотя бы по нулям. При этом сами предприятия считают, что в этих тарифах у них многих их расходов нет. И я здесь согласен, например, там нету значительного, вот как не учтено, значительное повышение процентов за кредиты, которые они сейчас платят. Они же сейчас платят себе по 25-30%, а у них учитывается там где-то в районе 10, там, 15, так, и так далее. И, конечно же, здесь выход на самом деле один. Мы не имеем никакого права и не будем повышать более быстрыми темпами, чем установлено по закону, тарифы для населения. То есть тарифы для населения у нас будут расти так же, как и для других субъектов Российской Федерации. Вот. Но при этом по 50 миллиардов выделять из госбюджета, это значит, что мы должны сокращать расходы уже на другие направления. То есть меньше строить тех же школ, дорог, где-то сокращать расходы на сельское хозяйство, да, что для нас тоже крайне недопустимо. Вот. А сегодня мы в ситуации, когда реально денег в бюджете не так много. У нас постоянное превышение налогов над тем, что мы планировали, которое наблюдалось в прошлые годы, остановилось. Вот про Алросу мы поговорили уже, по другим направлениям мы видим. У нас сейчас в стране
слабый доллар, вот, для нас, как экспортно-ориентированной республики, это лишние расходы, точнее, не получение доходов. Вот, мы недополучаем от этого дохода. Вот. Ну и, конечно, вот высокая процентная ставка, она тоже бьет по нашим предприятиям и вообще в целом по доходам бюджета. И поэтому, когда мы говорим об оптимизации, мы должны очень внимательно смотреть над энергоэффективностью, с тем, чтобы мы бюджетные затраты на это делали. Мы, по-простому говоря, должны экономить. Бюджетные учреждения в первую очередь. Мы должны смотреть на оптимизацию в целом, вот сколько зданий мы топим, зачем мы их топим, для чего это нужно. Мы должны проводить большую работу по повышению энергосбережения в самом коммунальном комплексе. Сегодня, к сожалению, во многих направлениях я вижу, что коммунальщики вообще не сильно-то не экономят. А надо же использовать все-таки энергоэффективные технологии, максимально рационально использовать те ресурсы, которые у них есть. Использовать, может быть, какие-то новые инновационные подходы, которые позволят нам с меньшими затратами произвести ту же газификацию. Вот. И я тогда вот после послания своего создал своим решением отдельную группу, туда включил народных депутатов, руководителей предприятий, министров. Эта комиссия постоянно работает, я встречаюсь с ее членами. И вы знаете, очень хорошо, что пошло очень много разных предложений. И от муниципалитетов, и от предприятий, в том числе от малых предприятий, от народных депутатов. Вот недавно я встречался с Виктором Николаевичем Федоровым, да, он как человек, который имеет очень большой опыт работы в бизнесе, тоже принес целый пакет предложений, которые позволят нам, опять же, снижать вот эти субсидии, опять же, не перекладывая это все на население. Поэтому эта работа такая многослойная, она во многом связана со структурной перестройкой вообще в целом и бюджетной системы, и вообще экономики нашей республики. Но этой работой мы должны заниматься. Потому что даже если бы все у нас было хорошо, знаете, вот жить, не экономя деньги, в это особенности непростое время, мы не имеем никакого права. Поэтому здесь и меры экономии средств обязательно будут внедряться. Мои поручения правительство уже получило. Ну и, еще раз говорю, повышение энергоэффективности в целом экономики республики. Это очень важно, это очень нужно, и мы обязательно этого должны добиться. Все вместе. Александр Сергеевич, в ряде российских регионов уже начался сезон половодья и лесных пожаров. Потоплена Тюменская область, горят Астраханская область, Бурятия, Краснодарский, Приморский и Забайкальский края, где, кстати, помогают бороться с огнем якутские огнеборцы. Все ли готово у нас к предстоящему паводку? Каковы прогнозы по пожароопасному сезону? И как скажется на работе в этом году то, что президент страны кратно увеличил финансовую поддержку на эти цели? Ну, для нашей Якутии с ее огромными просторами, с ее природно-климатическими условиями, конечно же, вопросы паводка и пожароопасного периода – это одни из таких постоянных и очень важных вопросов. По паводку я буквально вот пару дней назад проводил заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям республики. В целом готовность неплохая. Паводок обещают, скажем так, такой средний, не отличающийся сильно в лучшую сторону от обычного паводка. Да, где-то он будет чуть раньше, вот, где-то чуть позже. Так. Толщина льда в целом она ниже нормы по большинству рек, но опять же и местами и на Лене, на Колыме она выше. Вскрытие примерно предполагается на 2-3 дня раньше, чем средние многолетние значения. При этом уровень снегозапасов везде норма ниже нормы, кроме Вилюя, где объем снегозапасов 1,5 где-то раза больше, чем обычно. Вот. Поэтому готовимся по паводку. В принципе, тоже все понятно, что надо делать. Там, где надо было делать зачернение, распиловку льда, все работы проведены. Гидропосты дополнительные открыты. Ну, конечно же, вот с учетом печального опыта прошлого года, когда у нас здесь на Лене паводок зашел в села, на которых там многие-многие десятилетия вода не заходила, и в результате этого мы потеряли значительное количество крупного рогатого скота, лошадей. Вот даны поручения Минсельхозу с муниципалитетами в этой части очень серьезно отработать, чтобы отгон скота у нас реально был произведен заранее, вот, а не когда уже будет поздно.
Вот. Ну и по другим направлениям, в том числе обеспечение чистой питьевой водой, продуктами питания необходимыми, организация работы ПВР. В принципе, все работы проведены, и мы сейчас уже готовимся к паводку. Что касается пожароопасного сезона, то здесь мы ожидаем, опять же, июль-август достаточно сложными. И, судя по всему, по всей вероятности, опять же, вот у нас юго-запад, это вот основное направление, где в этом году огонь может быть особо представлять большую угрозу. Алекминские, Ленские районы, может быть Алданский, Усьмайский, Нерюнгринские районы. Но и в других районах все равно ситуация должна быть под постоянным контролем. Мы здесь тоже постоянно проводим и учения, готовность у нас высокая. На днях закончилась проверка Рослесхоза в республике, и она признала республику к пожароопасному сезону готовой полностью. Так? Конечно, мы сейчас внимательно наблюдаем за теми пожарами, которые идут у нас, вот, в том числе вот по Забайкалью, где наши ребята работают, другими регионами, с тем, чтобы в случае необходимости тоже реагировать. МЧС, другие службы, все тоже полностью с нами находятся во взаимодействии. Конечно же, в этот год очень положительно, надеюсь, будет отличаться с точки зрения того, что благодаря решениям президента финансирование плановое увеличено у нас в республике очень серьезно. 2 миллиарда 700 миллионов рублей выделено. Это позволяет нам сейчас уже открывать 2 новых авиаотделения в Алекминском и Ленском районах, Витимская и Санаихстахская. В следующем году еще 3 будет уже в Артийской зоне открываться. Увеличен штат наших лесопожарных десантников. Новая техника приобретается. Вся техника сейчас переводится на ГЛОНАСС по тушению пожаров, по работе на лесных пожарах. Беспилотники будут привлекаться, в том числе некоторые будут закупаться. Я вообще считаю, что вот как раз в части мониторинга, с учетом того, что сегодня уже есть беспилотные летательные аппараты, которые могут летать много, даже уже не часов, а десятков часов, могут облетать большую территорию. Вот постепенно мы уже будем переходить именно на беспилотные летательные аппараты в части патрулирования, мониторинга. Ну и в дальнейшем тоже, опять же, как говорит промышленность, уже будут, наверное, создаваться беспилотные аппараты, которые будут активно задействоваться в тушении лесных пожаров. Мы, конечно, этого ждем. Еще раз говорю, вот для нашей Якутии с ее огромными просторами, с ее труднопроходимостью, с ее недоступностью, вот как раз применение таких современных инновационных разработок крайне важно. Ну и в том числе вот искусственное вызывание осадков, которое тоже на самом деле неплохо себя показало, как и в борьбе с пожарами, так и для сельского хозяйства, предотвращения засухи по ряду районов. Я думаю, что в этом году мы тоже будем активно использовать. Спасибо, Арсений Сергеевич. У нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Арсений Сергеевич, bu namuluğun batan helegitten Gölül Nörünen sanbı halayatçıda Vladimir Koysab demin. Bihigi barı bilebet bayıl Arktikatağı olonqa vanna iskustva kinarıları turarın. Sağa jona buka barı katehebet ol tügeni. Ja bu king sığınatıgar kaydak kıttığını ılıqqa söbeydiyen eytalın. Спасибо за вопрос. Вот Владимир из Намского района спрашивает о том, что мы ожидаем, что в этом году будет введен арктический наш центр эпоса и искусств, крупнейший объект. И вот как нам из сельских домов культуры попасть туда, чтобы выступать на сцене этого центра, если так говорить. Я считаю, это правильный подход, правильная постановка. Я с самого начала говорил, что такой крупный объект, крупнейший объект, как Арктический центр эпоса и искусств, он предназначен не только для того, чтобы здесь выступали театр Улан-Хо, наша государственная филармония или уже приезжие какие-то крупные коллективы театральные и музыкальные, но и для того, чтобы это было, знаете, вот верхушкой пирамиды для всей нашей культуры, начиная с наших наследов. И я дал задание, чтобы вот при формировании плана работы, а сейчас создан уже на базе учреждений нескольких Минкультуры, создан кластер, точнее, государственное автономное учреждение, культурный кластер Арктического центра эпоса и искусств, который будет заниматься
вопросами эксплуатации, использования артистского центра, планирования его работы. И дано поручение, чтобы вот на сцене театра Олонхо минимум 2 раза в неделю в обязательном порядке на вот тех сценах и площадях, которые не используются театром, обязательно выступали наши районы. Ну вот уже порядок, очередность выступления, что будут показывать и так далее, это вот как раз этот центр вместе с муниципалитетами, с Министерством культуры будут определять. Я считаю, что у наших вот замечательных артистов из глубинки должна быть возможность на этой сцене выступить, показать себя, показать, продемонстрировать свои таланты, посмотреть на достижения других музыкальных и театральных коллективов. Ну и в конечном итоге, чтобы лучшие вот как раз шли вверх, и реально наш артистский центр был таким живым, действующим механизмом, который будет нашу культуру двигать только вперед и к новым уже высотам. Вопрос из чат-бота. Будут ли у нас показывать фильм «Алдан», спрашивают жители села Юрюнгхая Набарского улуса. Так, насчет Юрюнгхая, если у них есть кинотеатр «Экстра Синема», а я думаю, что он у них, наверное, есть, потому что там замечательный этнокультурный центр в Юрюнгхае построен. Я участвовал в его открытии. И там наверняка этот центр наверняка был уже открыт. Если он есть, они в Юрюнгхае его посмотрят. А так, в целом, по республике, по всем кинотеатрам, где «Экстра Синема» будет он показываться, во многих кинотеатрах городских он будет показываться, и в целом по стране, ну, как мне продюсеры фильма докладывали, 1000 кинотеатров, в которых будет такой масштабный показ этой киноленты «Алдан». Еще раз говорю, замечательные артисты. Там ведь, ну, главную роль, конечно, исполняет наш артист Степан Яковлев, замечательно сыграл. Там играют и Ахалабыстин, Дюжев, Монсон, вот, российский американец, так его, наверное, можно называть, да, американец, который стал гражданином России. Вот. В эпизодах сыграли я и губернатор Балицкий. Ну, мы сами себя сыграли, так. Поэтому такой, ну, реально хороший фильм получился. Я его смотрел и, конечно, всем рекомендую. Он, знаете, не просто хороший актер, да, он на самом деле очень настоящий, он очень живой, он как раз про наши ценности. Ценности якутские, ценности российские. И как раз когда смотришь этот фильм, понимаешь, почему мы обязательно должны в этой войне победить и почему мы обязательно победим. Арсений Сергеевич, сейчас наша съемочная группа находится в центре нашей столицы, на площади Республики. Передаем слово Даяне Федоровой. Даяна, вам слово. Добрый вечер, Арсений Сергеевич, жители Якутии. Мы находимся на площади Республики. В этот праздничный день во всех городах и районах состоялись множество мероприятий. В Якутске прошел парад общественных организаций. Здесь же на площади Республики состоялся праздничный концерт, а также осохой. И действительно, сегодня на улицах особенно многолюдно. Ну а площадь Республики после реконструкции стала неким центром притяжения для горожан и гостей столицы. Даже сейчас, в этот поздний час, здесь достаточно много людей. Также, конечно же, наша молодая пара. Сейчас мы узнаем у них, с какими чувствами они встретили этот день Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Борис Иванович. Меня зовут Лена Дмитриевна. Скажите, с какими чувствами вы встретили День Республики? С чувством гордости за нашу республику, за ее достижения. Также гордость берет за нас, народ Якутии. Мы сейчас работаем в прямом эфире. У вас есть уникальная возможность обратиться к якутянам. Мы бы хотели пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы больше благоустраивалось парков, скверов и площадей. Можно обратиться к Илдархану? Да, конечно. Мы с моей невестой решили заключить брак прямо здесь, на площади Республики, и хотели бы пригласить Арсения Сергеевича на нашу свадьбу. Спасибо за замечательное событие, за то, что создается новая семья. Ну, правда, дату не назвали. Я думаю, что мы уточнимся. Вот. Но на самом деле, вот то, что ребята сказали, это правда. У нас сейчас решение принято о том, что кроме ЗАГСа у нас будут определяться места, где бракосочетание можно будет официально делать. Это вот как раз про площадь Республики, это в парке культуры и отдыха, и это Ленские столбы.
И вот ребята площадь республики выбрали, я рад за них. И на самом деле, вот когда мы площадь республики строили, на самом деле мы ее не реконструируем, мы ее полностью по новой построили. Вот как раз мы задумывали ее то место, которое будет притяжением, центром притяжения и для молодежи, и для старшего поколения, для наших детей. И сегодняшний праздник, празднование Дня Республики, как раз на площади Республики в первый раз, оно показало, что жителям Якутска и гостям столицы это понравилось. Видно, очень хороший праздничный настрой. Погода нас не подкачала, да, тоже хороший знак. И, конечно же, я вот молодой создающейся семье желаю всего самого хорошего. Берегите любовь свою. Всегда вот смотрите друг на друга влюбленными глазами. Мы все это вот сейчас видим на экране. Чтобы было у вас много детей. И чтобы вы дальше жили в нашей замечательной, любимой вами и нами Республике Саха-Якутия. Спасибо, Айсен Сергеевич. Спасибо большое. Да, свадьба состоится 7 июня на площади Республики. Ну а на связи с вами были мы, коллеги. Я передаю вам слово. Спасибо, Даяна. Айсен Сергеевич, мы больше 3 часов работаем в прямом эфире. Пришло время подвести итоги. Передаем слово колл-центру. Марфелина. К этой минуте на прямую линию поступило уже 1437 вопросов. География участников вся республика. Особенно активные сегодня были жители города Якутска, Мирнинского, Усялданского, Нюрбинского и Хангаласского районов. Также я хотела бы отметить, что на некоторые вопросы уже получили ответы. Также сегодня на связи с колл-центром работали все члены правительства Республики Саха-Якутия. И я хочу заверить всех наших телезрителей и слушателей, что все обращения будут обязательно отработаны. Спасибо, Марфелина. Айсен Сергеевич, ну и в конце нашего эфира традиционные блиц-вопросы. Можно я все-таки пару слов скажу? Да? Вот я очень внимательно сегодня смотрел на вопросы, которые здесь люди отправляли. Очень много жизненных важных вопросов. Я вот прошу и членов правительства, и глав муниципальных районов на них реагировать. Есть вопросы, конечно, которые вот и сегодня мы осветили, и на которые достаточно понятные и четкие ответы есть, такого глобального республиканского масштаба. Но многие вопросы, это вот я просто понимаю, что это от того, что на местах до людей четкие цифры или не доводят, или не хотят доводить, не только цифры, какие-то вопросы. Поэтому просьба, коллеги, чтобы все-таки к людям отнестись по-человечески, и вот те жизненные вопросы быстрее решались. Потому что за этим, на самом деле, жизнь, здоровье наших с вами граждан, которые, ну, порой я вот смотрю, они находятся в прямой опасности, так и надо принимать быстрые меры. Поэтому просьба здесь всем подключиться и в кратчайшие сроки, чтобы люди ответы честные, прямые и исполнимые получили. Спасибо. Блиц-вопросы? Давайте. Айсен Сергеевич, что вы чувствуете, когда слышите слова «Якутия – надежный тыл России»? Знаете, я уже об этом вначале сказал. Я чувствую гордость и ответственность. Потому что это сделали мы с вами, это сделали вот сотни тысяч якутян, которые день и ночь трудятся ради того, чтобы быстрее пришла к нам наша победа. Якутия сейчас регион, который больше опережает или догоняет? Вы знаете, где-то мы опережаем, где-то мы догоняем, да, но самое здесь главное, чтобы мы вот темп, который мы набрали, мы темп не потеряли. Если темп хороший, то где не догнали, догоним, перегоним, а где обгоняем, уйдем еще дальше вперед. Айсен Сергеевич, что вы чувствуете, когда видите, как дети поют гимн Якутии, России? Я вот уже сказал про это, сейчас повторюсь, я понимаю, что это поколение будет лучше, чем наше. И я понимаю, что Якутия, дай бог, вот, будет в надежных руках. Как вы принимаете тяжелые решения? Вы знаете, вопрос же не в том, тяжелое это решение, легкое это решение. Надо просто ответственно к нему относиться. Надо понимать, что за любым решением всегда судьба людей, судьба республики, порой на многие десятилетия вперед. Надо оценивать все плюсы и минусы. Порой кажется, что вот сегодня это очень дорого, тяжело и так далее. Но ты понимаешь, что через 10-20 лет это все сторится и окупится. Это принесет пользу будущим поколениям. И все решения надо принимать, исходя именно из такого видения. Если оно есть, если ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, в чем это поможет развитию своей республики, то ничего не страшно, и любые решения уже
можно принять и потом их исполнять. Александр Сергеевич, боитесь ли вы ошибиться? Вы знаете, я вот всем своим коллегам всегда говорю, вообще не бойтесь, не бойтесь ошибаться. Самое страшное – ничего не делать. Вот я вообще категорически не люблю людей, которые, знаете, вот пытаются спрятаться за всякими инструкциями, там, бумагами и так далее, да, лишь бы чего-нибудь не делать. Это очень легко сказать, что вот там прокурор запретил, или там что-то не получается, денег нет, да, поэтому не могу сделать. Но надо делать. Надо решать те задачи, которые поставлены перед тобой. В интересах людей, в интересах республики, России. Когда ты это делаешь, вот, все получится. Вот, а когда ты сидишь там, вот, еще раз говорю, вот, лучше ничего не делать, зато меня никто не тронет. Да, это не тот подход, который я приветствую. Вот, можно ошибиться, ошибку можно исправить, а вот результат бездействия порой невозможен. Что вы чувствуете, когда входите в родительский дом? Я себя чувствую ребенком. Да, я до сих пор вот вхожу в дом, и мне радостно там, тепло и радостно, как ребенку. Какие времена для вас были самыми хорошими? Знаете, я все-таки уверен, что самые хорошие времена у меня еще впереди, как и у всей нашей республики, как и у всех нас. Если так подумать, то в прошлом, даже в самых тяжелых ситуациях, всегда есть что-то хорошее. И вот никогда не надо в тяжелые моменты сдаваться, опускать руки. Надо верить и надо делать, чтобы вот эти хорошие времена пришли. Вот я до сих пор помню одно из таких моих тяжелых воспоминаний жизни, вот когда в Бескюле у нас часть деревни сгорела, мы когда туда же сразу прилетели, когда еще пожар был, когда мы там боролись еще с огнем целый день, потом вечером с людьми встречался, у людей, у которых все вообще сгорело, да? Как людям было тяжело. А они были очень, некоторые, ну я не скажу, что позитивно, они сами меня успокаивали. Александр Сергеевич, не бойся, мы все сделаем, там, ты главное нам вот там помоги, а остальное получится. И вот как-то так там не было времени унынию, мы тогда решение приняли, и сейчас же как Бескюль уже гораздо лучше, чем он был раньше. Вот, поэтому надо всегда верить лучше и создавать это лучше. Спасибо, Александр Сергеевич. Мы благодарим вас и жителей республики за участие в программе, за открытый и интересный разговор. Спасибо. Всем большое спасибо. Еще раз поздравляем всех с Днем Республики. Оставайтесь на наших телерадиоканалах. Будьте здоровы. До скорых встреч. До встречи.